Что-то туман. Короче, что было, то сделал. Ты сегодня набрал-то информацию. Корректировал, походу. Ты что корректируй тут? Суд официально развел Степаненко и Петросяна. Первая новость. Сразу Ну, бомбанем нахуй. Это пушка. Читал? Как-то быстро они. В смысле? Они только официально развелись, а еще раздел имущества не был, да? Да, ну и что делаем так? Продефискируй. Все. Что за дым, туман здесь? Откуда? Какой-то здесь прямо. Или мне кажется? Или у меня же очки такие? Надо желтые очки купить. Дай-ка мне какой-нибудь биток. Какой? У нас один. Все, ок. Все, что ли? Погодка сейчас будет. А все уже? Да. Серьезно? Да, уже минуты 3. Я даже это не это. Короче, Не зачесался? пошел волосы поправлять. Внимание! Мне идешь, тут реально я это не мылся. Готов? Готов? Да. Готов? Будем сегодня зажигать. Будем сегодня зажигать. Будем сегодня зажигать. Электроника лайв. Ну что ж, кошачки, действительно будем сегодня зажигать. Здрасте еще раз, Гурджи Тенге, здравствуй, Владка. Привет, Ироха. Я рад Вот тебя так видеть. просто. Вот так вот по-простому сегодня мы на всю республику вещаем из студии радио Моя Албутия, которая находится на Песочном 9, друзья. А зачем я это говорю? Ну потому что для того, чтобы вы несли нам подарочки, а мы их, как вы знаете, любим. И в свою очередь тоже от нас смогли забирать эти подарочки, потому что мы тоже любим дарить свои И подарочки сегодня, вам. друзья, не исключение, мы будем дарить крутые подарки, наикрутейшие, эксклюзивные подарки только от электроники. Расскажем сейчас или потом? Давай попозже. Давай потом, да. Давайте, как обычно, сделаем такой небольшой обзор. Не ломай У меня микрофон. микрофон сломался, я что-то покрутил. Откуда? Кстати, хочу поделиться прекрасной новостью. Владик приехал к нам в студию прямиком с трапа самолета. Да, это так, я прямо сейчас вот расскажу последние новости из мира музыки. О, это был мой скретч. Успел записать какую там информацию, эксклюзив? Нет, я Нет? только расскажу всего Ты слова. зачем тогда ездил? Действительно, я хотел снять полноценный влог, Но? но в итоге камеру я оставил в номере. Она у меня была то со мной, то без меня. В итоге, знаешь, было как-то все скомкано, и я подумал, ну, значит, не надо вот этого выдавать в эфир, поэтому я сам лучше своими словами все перескажу и расскажу, кто, как и чем похвастался на этом форуме. В общем, для тех, кто не в курсе, скажу, что Влад у нас побывал в городе Москва на Как форуме. сказал Гордимов, как это, знаешь,
в Дубай слетал. Ну на да. выходные. Просто Да. мероприятие для него, я думаю, прям стоящего уровня было. Назывался он Вейфорум, да, правильно? Да, да, всё А правильно. чему он был посвящен, расскажет сам Влад. Ну а теперь давай, отходя от поездки от Москвы. Нет, погоди, рановато. Я Да. рано запустил. Я просто хочу анонсировать нашу прошедшую неделю, как она прошла, что нового у нас было. Или сначала зарядимся хорошим таким настроем, Конечно, мы потом сначала перейдем, зарядимся, сначала к послушаем новостям. Богданчика, и потом дальше все поговорим. Да, будем сегодня зажигать, а действительно зажигаем ваши сердца. Подключайтесь к нашей трансляции в YouTube, на нашем канале Ктоника. Ссылочка в ВКонтакте в нашей группе уже висит. Переходите, ребятки, смотрите и наслаждайтесь с нами. Жингирти удмурт кырджан, чипчерган, яке марджан, пицца, яке перепечь. Что мы будем делать, Джан? Мы сегодня будем жечь, Кылчарыш, one, two, three, малышка, дышь. Отдых и кунилють хвать, будем сегодня зажигать. Будем сегодня зажигать. Михаил, Миш, ну, брат, Давай, Мася, брат, подними. Чуть-чуть только. это все давным-давно уже старая история. Мы этим уже занимаемся целый год, практически полтора. Мы медленно переходили с удмуртского на русский язык и теперь вещаем на русском языке для того, чтобы охватить большее количество людей, населения, чтобы знали про тектонику, знали про Удмуртию и вообще знали, чем мы все тут занимаемся. Поэтому мы не стали ограничиваться удмуртским языком. Но мы рассказываем обо всем, то, что происходит в Удмуртии. И сейчас вы это все услышите, узнаете. То есть мы делаем что-то такое, что не только для каких-то вот какого-то конечного человека, прям узко бить в аудиторию. Мы стараемся захватить более обширную. Для тех, кто хочет прямо услышать удмуртскую программу на удмуртском языке, сейчас выходит у Верники Ваульной, называется «Новау Шоу», и там полноценный 100% удмуртский язык. Но я не разрешаю играть наши ремиксы. Ха-ха-ха. Йоу! Что-то так подмялся, я чуть-чуть даже не спал. Подмялся. Из машины в самолет, в машину в самолет. Я же говорю, что не поедешь никакой. Но я к этому готовился, мне там просто не нравится. Незнакомое это чувство, когда ты с снега приезжаешь. Чувствуешь, что ты я должен вставать. Могут мутки по ремонт, Машины. А я на план. Я все, А я не помню, где туда я был. я положил ее, короче, вот заголовок, никогда туда не клал. То есть я бы сказал, Я все. уже, блин, все шкафы вот так вот А машал. ты залазил на кондиционер? Да. Серьезно? Я даже хотел уже вещи достать из шкафа. Да, он мог его залететь. А мне приходится каждый раз голову ломать. Потому что люди приходят, не знают, что смотрят на том месте, а их надо куда-то в другое место положить. Йоу! Спасибо, сказал Влад, который меня Да, мы ничего не скрываем. А нам и нечего скрывать. Даже если сейчас так вот прийти на наше мероприятие, можно услышать 100% удмуртский контент, чего мы добивались на протяжении 7 лет. А ведущий там, Петька, он ведет 50 на 50, ну, может, иногда даже 70 на 30. в зависимости от ситуации. Погнали? Йоу-йоу-йоу-йоу! Будем Друзья, сегодня зажигать, но почему-то зажигать почему-то пока... вид у меня не зажигательный, Да, как раз. Я, кстати, тебе говорил по поводу того, что ты приедешь после этой поездки говорил, весь подмятый, да, уставший, без этого огонька, без этого настроя. да, Где да, ж да, вот да. твоя Я к этому готовился. Я знал, что я буду без сил. Я не буду спать практически. У меня будут мешки под глазами. Я буду пить кофе, что я сейчас и делаю. Но я, знаешь, так, я прям вот насладился вот этим моментом, когда ты приезжаешь, ты что-то внимаешь, что-то получаешь. А вот это что-то, Да. это и было связано, и, друзья, и для вас это в том числе, потому что весь контент, который мы производим здесь на моем Удмуртии,
все наши переработки, все наши ремиксы. Это вот все ради этого. Я съездил на Wave форум, который проходил в торговом центре Авиапарк, не для рекламы, хороший большой торговый центр, где большой длинный Ашан. Так вот, я съездил туда в 8 часов утра. Давай я расскажу так, как все началось. Мы с тобой в пятницу поехали играть сначала на центральную площадь. Так, отыграли. Отыграли. Проходили у нас финальный этап пары Олимпийских игр, который проходил у нас в Ижевске. Так. Потом. Дальше мы приехали домой. Нет, вы не подумайте, мы с Пушкиным не вместе живем. Я просто говорю, что мы вдвоем как бы туда поехали, туда. Потом мы приехали на мероприятие, которое проводили в пятницу вечером. Это кому хотел сказать, кому за 25, за 35. В ритме 90-х. Наш любимый проект. Дискотека 90-х. Час ночи я пошел в этом же клубе, сходил в душ, сажусь в такси. Такси это Юра Митрошин, он знает, да. Сколько Брат, ты ему заплатил? я ему заплатил 1500. Сейчас на всю республику рассказал расценки. Приехал в Нижний Камск, сел в самолет, в 5 часов утра вылетел на самолете, прилетел в 7 утра, сразу же сел в такси, доехал до торгового центра, пошел на регистрацию в 8 утра и в 9 часов Ты уже сидел на сидел своем месте и сидел на форме, наслаждался да, и сидел я до 9 часов вечера. своими спикерами. Да. Как тебе в целом впечатление, какие остались? В целом, знаешь, если рассматривать по 10-бальной шкале, было все на хорошую семерку. То есть ты понял, что ты работаешь не там и не с теми, или нет? Нет, там, знаешь, я думал, придут какие-то, вот как это обычно, вот как ты себе представляешь звукорежиссера? Ну, не знаю, такой бородатый Бородатый, волосатый человек, такой, да, который там любит металл. неделю не мылся. Он вообще там, да. не должен любить людей, социопат такой, говорит, нет, не заходите, не любит артистов. Так. То есть он всегда записал человека, и потом сидит с ним неделю, вот мучается с его голосом, матерится, думает, что это, кто их обучал. А в итоге? А в итоге пришла молодежь. Вот что меня порадовало, пришла молодежь от 20, даже от 18, да, формат 18 лет был. Потому что там некоторые спикеры даже матерились, они употребляли слово ать, и то есть не так, да, сейчас это мода так и говорить. В принципе, то есть крутишь не ручку там или фейдер какой-то, а крутишь ать. И должно Чтобы получиться получить вот это. какой-то итоговый результат хороший. Да. А чтобы этого ать не было, Ну, поэтому форму, да, 18 плюс. понятно. Ну так, знаешь, иногда для красного словца там, опа, зарядил, ты такой, вау. А хорошо. Сколько человек вообще было на этом В форуме? конце был розыгрыш, и можно было раздуть цифру. Можно было сказать, что к нам пришло там порядка 2000 человек, но пришло чуть больше 700 человек. И это молодежь от 18 лет, включая, там, знаешь, самым взрослым, мне показалось, это было лет 40, но их было не так много. То есть пришла именно молодежь конкретно, которая сейчас пишет музыку, которая пишет в разных стилях, которые и пришли артисты, которые хотят петь, пришли продюсеры, которые ищут. То есть прям это вот такая вот, знаешь, это, вот, как сказать, это был центр притяжения творческих людей и продюсеров, которые хотят зарабатывать на этих творческих людях те же самые деньги. Кого Вот. нашел? Кто теперь тебя будет продюсировать? А поехал- Кому ты продался? А поехал, знаешь, с кем? Я взял с собой же Ваню Котельникова. Так, как Ванька пережил Это этот было... перелет, эти мучения? Я знаю, что он не любит летать. А он вообще не любит летать. Он сидел, держал меня за руку. Как бы это так не звучало. Вот так вот сладко. Вот. Мы сидели рядом. Он закрывал глаза и говорил, ну что, куда? Все, коньяк? Нет. Он, кстати, молодец. Он второй раз уже летит и уже как бы даже это привык, ему даже уже нравится. Ваня, если нас слушаешь, привет. Ванька, тебе привет, да, молодец. И привет, знаешь, вот большое спасибо даже не Ване, то, что он поехал со мной, как груз, если честно. Он там вел себя как груз, как мешок. И в конечном итоге он там ушел от меня на другие лекции, и слава богу. Его сподвигло на эту подвеску Алена Тимирханова, жена. Это Ивана хорошо, Котельникова. когда супругу забыть. Конечно, да. Я потому что знал, что если я Ване отправлю ту же самую ссылку на эту форму, Ваня посмотрит, скажет, «Так, сколько это стоит? 7000 рублей? Понятно, денег нет. А я отправил Алене, Алена такая, ну-ка, Ваня, иди сюда, надевает на него рюкзак и пинком, иди Давай, из дома. Да. Ну, я Поэтому- думаю, что для Вани тоже плодотворная была эта поездка. Да, можно, кстати, мы сейчас позвонить и узнать. У него столько эмоций, ему друзья назвали, и он говорит, типа, друзья, а знаете, кто был на форуме? Они такие, кто? Сам Максим Фадеев. Знаешь, как планка сразу завышается у человека. Кстати, у У меня людей, вопрос. у людей сразу же, ничего себе, Ваня Котельников и Максим Фадеев, сразу же рисуется красивая картинка. Ну, Ваня сидел, конечно, на последнем ряду, а Максим выступал и
люди, которые хотели с ним Он сфотографироваться. даже не знал, кто такой Ваня Котельников. Наверное, да. Тут ли он сидит вообще. Да, Вань, прости, я рассказал всю правду на всю республику. Слушай, у меня сразу вопрос по поводу Максима Фадеева. Я наблюдал за Ну, твоей знаешь, я поездкой же не песню, то, что я не могу за него в говорить. Инстаграме. И почему-то, когда ты выложил сторис со стрелочками Максима Фадеева, я обратил внимание, что Максим Фадеев сидит в резиновых сапогах. А он простой человек. Он действительно Я пришел в приехал в резиновых кроссовках, сапогах. он пришел в модных, я не знаю, там, от Гуччи, в резиновых сапогах. Знаешь, если бы мне тоже Гуччи подарили, я бы сказал, ну, ладно, если модно, я тоже приду. А мы увидели, что сейчас это модно. Это реально были резиновые сапоги? Ну, знаешь, я не был, я был в другом помещении. А кто фотку-то тогда? Это Ваня сделал, да. Ваня сделал фотографию, и мне кажется, вот сейчас мы как раз наберем, пока идет песня, наберем Ваню и узнаем, правда ли это. Правда ли это вообще. Действительно правда. Вообще, был ли там Ваня? Вот сейчас Алена будет это думать. Давай, запускай какую-нибудь композицию. Ну и, кстати, по поводу подарочков, буквально через трек мы уже расскажем, каким образом можно заполучить наши фирменные подарочки. А давай прямо скажем, что мы сегодня подарим нашим Да слушателям. не только скажем, мы даже покажем, друзья. Прямо из Москвы, вот прямо оттуда привез вот такой хороший наборчик, который называется «Назад в 90-е». Что там есть? Доктор Пеппер, Зубка, Юпи, Лапис, Мамба, Турбо. И Я сейчас практически вот все перечислил, все, что связано с школьники, 90-ми. которые сейчас нас смотрят, думают, о чем, что он говорит? Что он сказал? Какой? Лав из Мамба? Откуда это все? Что за непонятные инопланетянские слова? Друзья, если вы не знаете, если вам действительно так мало лет, можете подойти к своим родителям и спросить: мам, а что такое Юпи? Мама говорит: о, Они со слезой на глазах будут говорить и про этот Юпи, про этот незабываемый кислотный А жвачка вкус, Турбо? жвачка Турбо, про эти наклеечки, которые были, которыми был обклеен весь том, все зеркала, все серванты. И Весь подъезд. Без подъезда. Ну, В том ты числе. городской житель, я клеил на зеркала и на серванты только. Так, мы сейчас позвоним Ване Котельникову, узнаем его эмоции по поводу прошедшего форума в Москве. А сейчас Владка у нас готовит какой-то памфлет. Да нет, это трек нашей любимой группы Органчин. Давай запускай. А, Ванька, давай. А я говорю, вот сейчас, друзья, знаешь, кто был? Знаешь, куда я ездил? Там был Максим Фадеев. Ты знаешь, а он сейчас дальше долгую историю. Он сказал, что это крутой музон. Да. Он... Мы же ему подарили еще летом, он нам не позвонил. А там были песни Ивана Котельникова. Там Игорь Иванович сейчас? А нет, по-моему. Алло. Здорово. Как дела? Нормально? Хотя прямой эфир, что там, Ага. Он говорит, пьяный. Пусть это только не выражается. Две минуты. Что на Максиме после вот этого всего, новостилки? Ну ладно. А, на первом будешь стоять. Моя любимая тема. Да. Я мыслю специально. А может я не приду?
вообще. Да, все, пошли. Ну что, спасибо электроникам Диджейс и спасибо замечательным Арганчи, Всегда коллективу с Бабьючи, которые всегда нас радуют своими такими забойными треками. Ну, все благодаря кому? Благодаря... Ну, благодаря хорошим ремиксам, конечно же. Ну, Да, нет, я благодаря просто- я- харизме, оригинальной композиции. Я просто тебя еще Всё не так. хвалил сегодня. А вы знаешь, вот. если ты настроили, меня хоть хвали, хоть не хвали. Я Есть тебе рассказал вата, историю. какую? Так вот, после того, как мы посетили вот весь день, мы сидели на этом форуме, Ванька сидел в одной комнате, я сидел там в другой комнате, в аудитории. Настал вечер. После этого мы поехали к нашему общему знакомому, Геннадию Кусыярову, правильно? Вкуснияров. Как? Вкуснияров. Куснияров, да, Геннадий, да, извиняюсь. Нас тепло вот прям встретили. И Прям вот поэтому такой мятый, да, по-душевному. до сих пор. Да. Мы там чуть-чуть посидели. В 9 часов утра у нас самолет. Мы обыстрили самолет. С самолета мы прилетели обратно в Нижнекамск. Нижнекамска до Алнаш. С Алнаш на машине мы прямо в Ижевск. И прямо с Ижевска в студию. Поэтому я такой мятый, простите меня. Понятно. А сейчас у нас на связи Иван Котельников. Ваня, здорово, привет, Дичбург. Здравствуйте всем, всем привет. Как настрой? Вань, не буду даже с тобой здороваться, мы сегодня уже. Мы с тобой вот виделись, я вот прям Тебя. не могу уже видеть тебя. Тебя видеть тоже не хочу уже. Вот настоящая дружеская поддержка, любовь. Ну, Вань, давай, поделись впечатлениями, поделись эмоциями. Не пожалел, что поехал на этот форум? Ну, во-первых, спасибо Владу за то, что меня позвал. Очень... Карту помнишь, деньги переводи. Да, Так. да, ладно. Нет, давай вот точечно расскажи, что тебе понравилось. Кто понравился? Мне понравился... Ну, первый был у нас Юрий Сычев, Усачев, то есть Усачев. Это продюсер группы, раньше вот было «Гости из будущего», то есть там этот кудрявый синтезатор, который у нас куда-то. Да, был такой. Вот, он очень интересно рассказывал про, ну, как он начинал, как они создавались, как они делали, где они записывались. То есть таких таковых студий не было, они прямо дома записывались. Вообще, и простые микрофоны. Ну, он рассказал это, как добиться звучания, и всего очень многого рассказал. То, что я запомнил, отложил себе в голову. Вань, ну это же тебе очень близко, это прям вот твоя, можно сказать, история. Сейчас ты построил дом, построил свою студию, и вот практически все то же самое. Ну да, и из-за этого как бы я все по... Там же много залов было, там музыка, кино было, там продюсерство, там же много залов было. Я вот именно настроил себя на студийные работы и аранжировки. И вот как раз по 2 зала я ходил туда. 6 уроков уже было, да, у нас. Ну, там было их порядка 20, там куча было спикеров, вот, ну, кто на кого хотел, на того и шел. Так, значит, был Юрий Усачев, так, кто еще тебе понравился? Я по фамилии сейчас не помню, но ребята были аранжировщики Ольги Бузовой, Димы Билана, Градусов, Ламп. Друзья, вы понимаете, да, теперь Ваня-то зарядился этой энергией, и сейчас, если были хорошие песни у него сейчас пойдет эта бузовщина, чувствую. Ну нет, надо развиваться и так, потому что заказы разные. Не только писать кавказскую музыку надо. Вот. И под гармошечку надо и уметь то, и это делать. Я бы с радостью послушал, как звучит, например, удмуртский трек по мотивам, не А я бы знаю, наоборот, Ольги Бузовой. мало или, половин, да, я бы переиграл бы ее. Понятно, все, я тебя понял. Все, да. Так, можешь приступать сегодня уже вечером. Да, очень понравился звукорежиссер Сергея Лазарева. Тоже не помню сейчас, как зовут. И он прямо показывал примеры на экране, как что делать, как сведение, мастеринг. И, конечно же, как без Максима Фадеева. Вот действительно, как? Это такой простой человек, который ответил на очень много моих вопросов. Ну, не то чтобы я ему много вопросов задавали все, там было человек 100, наверное, в зале сидело. И просто вопросы были, в принципе, те, которые я хотел задать тоже бы ему.
И вот, он ответил, в принципе, очень много дал, он тоже. И главное, я его увидел хотя бы так. Я с ним не поздоровался за руку, но хотя бы я с ним там сидел от него от 10 метров и смотрел на него живого. Вот так вот, друзья. Вот уже. Он впитывал удмуртские энергию исполнители Максима уже Фадеева. приблизились практически к вот уже полноценному русскому шоу-бизнесу. Ваня, а как вот ты сказал мне, вот его слова? Музыка это что? Он сказал, музыка это Бог. Бог. И сказал, это единственное искусство музыка, которое нельзя увидеть, потрогать. Это очень ценное искусство музыка. Потому что оно действительно нарисовал картину, можно увидеть картину. Там танец можно увидеть, там что-нибудь сделал, можно потрогать, а вот музыку нельзя не увидеть, не потрогать. А увидеть музыку, как она создается, можно позвать Ваню на корпоратив и увидеть, и потрогать, и как он играет вот эти. Ладно, шутка. Это была реклама твоя, дополнительная. Петь, задай вопрос, вот, который хотел. Вань, ты воочию видел Максима Фадеева, он действительно сидел в резиновых сапогах на сцене? Я слушаю, мне показалось, да. Я говорю, метров 10 было, и как-то вроде бы, как будто, знаешь, это не резиновые сапоги, это сейчас такие модные бывают же модные такие сапоги, пенки, на рыбалку ходят, в которых пенка. Вань, мы можем тебя увидеть на будущих концертах, вот примерно в таких же сапогах на сцене? Ну, для этого надо тогда другие аранжировки писать начать. Ну ты же сейчас получил уроки соответствующие, я думаю, что контент-то появится соответствующий. Я тоже думаю, очень сильно. Ну что ж, Вань, давай по 10-бальной шкале сколько ты баллов поставишь за этот форум? Ну, это куча эмоций для меня, это все 100 баллов, даже не 10. То есть ты не пожалел, что поехал? Нет, ну я говорю, и вот спасибо Владу, что он меня позвал. И спасибо, кстати, жене моей, то, что она... Спасибо центру за это. Йоу. Да, Аленке шубу купишь. Все. Аленке я уже купил, что в прошлом году. Ладно. Она слышит. Она слышит? Да, Она засмеялась. такая, вторая тоже не помешает. Завтра пойдем покупать. Она говорит, на будущий год с Петей поедет вместе. Вот. Так Правильно. что все, договорились. Да. Ну, действительно, Алена очень меня поддерживает и говорит, не бойся, езжай, ничего не думай, надо. С этой стороны она очень молодец, потому что не заставляет, а... Молодец, прям захвалил. Все, Ваня, огромное спасибо. Я прям рад, что Ваня съездил и ему все понравилось. Сегодня не Конечно, жалеет у об этой человека поездке. просто вот меняется в голове что-то. Так, еще одна вещь, которую нельзя потрогать, нельзя увидеть, но можно услышать, это реклама, которую мы уже с опозданием на 5 минут должны выпустить Да. в эфир. В общем, реклама, далеко не уходите, через 2 минутки продолжим общение на радио «Моя Удмуртия» в рамках программы «Кто Николай». Уже не разыграли? Ой. Очень даже без наушников. Забыл? А, у меня же наушники сломались на площади от повода. Маленькие, опять треснули, надо заклеить. Так, что мы делаем? Давай тогда быстренько сейчас. Как разыгрываем? А, вот задаем этот же вопрос. И у нас будет... Даю. Требуются водители категории Е. Официальная зарплата Какое? от 30 до 50 тысяч рублей. Удобный график. Телефон 8 912 Ладно, все, давай. Ты подъехал? 8 912 450 57 08. Понятно. Скоро холода. Успей застеклиться Да, по есть. приятным ценам. Ладно, продюсер, давай. У нас слышит продюсер. Позвонил, сказал, перебивайте. Компания Лофт. Уют вашего дома. Не перебивай Пушкина. 25. Телефон 77 00 27. 77 00 27. Это Таня Поколевая. Меня все любят. Я самая маленькая. А во что вы играете? Мы цены. Все же пошло. Нет, я у тебя забыл. Брал? Ну, с Мурта послушаем. Давно я не слушал. А, что Дату-то ты выложил? Какую дату? Там она без даты была. Я утром, когда заходил, она была без даты. Афишка с каретом. Там была дата. Неправильно. Правильно? Там было 11, и я еще в воскресенье выложил.
Потом мне Серега Красавки названивал. Йоу, друзья, всем еще раз привет! Ну что, как и обещали, мы будем разыгрывать подарочки, которые каждый эфир мы готовим что-то эксклюзивное. Кстати- Так вот, повторюсь, я привез буквально час назад с Москвы маленькую коробочку, которая называется «Назад 90-е», в которой есть практически все, что связывает нас с этой эпохой 90-х. Как я понимаю, там куча напитков, желательно Напиток резинки. там один, есть настоящий напиток, есть потом псевдонапитки, это Юпизука, ну и жвачки Мамба Турбо и Лаврис. Я прям, знаешь, у меня прям такой соблазн появился вскрыть эту коробочку, никому не Я отдавать. вообще себе купил так, а потом подумал, зачем себе? Может, для людей все дело. Так. Давай будем разыгрывать. Да, разыграем мы этот подарок следующим образом. В начале эфира мы говорили, что мы принимали участие на закрытии вторых паралимпийских игр в городе Ижевске. Так, было В такое. следующем году эти паралимпийские игры тоже состоятся, но они пройдут уже в другом городе. Итак, вопрос. В каком городе пройдут третьи паралимпийские игры? Я, кстати, сам и забыл, ты мне говорил. Я помню, я забыл, говорил я даже забыл несколько вопрос. раз. В интернете эта информация присутствует. В общем, ребятки, присылайте название города. Очень красивый город-миллионник. Город на реке располагается. Город за Уралом. Да, Вот давай, сколько давай, подсказок. давай еще подарим. Вот, как я люблю побольше вот этих подарочков. У нас есть эксклюзивный шар. Это, кстати, тоже символ паралимпийских игр, оранжевый шар. Да, вот, Нам друзья, тоже кто нас говорили. смотрит на ютубе, смотрим. Оранжевый шарфик, ну и диск достанется. Это все одному человеку. Да не, давай поделим. Давай сделаем два подарка. Главный приз это наша коробочка «Назад 90-е», а второй приз это шарфик и диск «Электроника». Давай сделаем так. Первый, тот, кто отправит правильный ответ на вопрос, в каком городе пройдут третьи паралимпийские игры, получает у нас подарок из 90-х. Ну так и говори своими словами. Коробка. Да, коробочку из 90-х. А давай. Так, Это какая была? 30-е, 18-е, Давай 18-е. 40-я будет. Давай, 40-е. 45-я. Ладно, 40. А 45-е сообщение с правильным ответом получит от нас фирменный диск от проекта Тектоника, ну и также символ паралимпийских игр. Это оранжевый шарфик. Да, очень теплый. Он, кстати, нас очень согрел, когда мы работали на центральной Было площади. очень прохладно, но очень свежо. в этот И день. было, кстати, весело очень. Ты видел, помнишь эти глаза-то? Давай еще давай. Не пожестче. Ну что, пока принимаем смс-очки и послушаем песенку, которую мы с Богданом сделали год назад. Она называется «Нюла Смур». Такая нестандартная, редко играющая песня. Потому что... Почему она? Почему редко играет? Потому что даже вот, не знаю, повода нет ее поставить и отыграть. Кстати, по поводу правильных ответов я не сказал, куда отправлять сообщения. Сообщения с вашими ответами отправляйте на наш смс-портал номер 5522. Сначала заголовок «Моя», потом после пробела ваш ответ. Ждем сообщений. Стоимость 14 рублей, 1 копеечка. Кивалаш, ваш каладряси, одик пейшурач, ведем нюлески, солен вал, печально пічі пуни, юача віна ночі бацим, божим йосліскин, яра тевал сочелім зекискин, воршуде з'ясовал пельга, божим вилесо пухтись тамга, задужані світлий схема, котом каучтись, но потис віна, запухі схема, букльовилин, бучки звиле, білі мйосин мир, швак, черік яскіки, юаса малий, вуїть нюлески, суаджіс, щетку акаости, нова ластова, пермачки щенти. Кінлики сомердем вашіс. Пекісе учасно берлайн бекджіс. Ношно ношик соїнти єсо єщу реснуїс. Берегти сануїс. Маркароно, кичімоно, дирчаля корче, юан йосуно, солдодис, тишкушку лево, штани, соку, куайра, зесу, лише ти штани. Нож вилазку, акало чист, сошуа, кадям'є зачист, совал жужит, но береш тусо, совал кишкит, но деги тушо. Єрмелинку, акавіш, марке, бергас. Пейшурач, диріє, ущіз, новань, балас. Пейшурач, бекчіз, новань, балас.
Отдохнем. Приятно слушать. Я уже так хочу прям зайти под душик, помыться и лечь спать. Я вчера, короче, пошел. Душ? Не было никакой химии дома. Шампуни, там, средства для мытья посуды и так далее. Пошел Ты пошел красно-белое. карусель, купил, короче, все. Нашел пену для ванны. А ты штуку так не купил, которая это, не замерзает, как на стекла? Я сегодня вышел на улицу, думал, блин, опять если надо. А она у меня есть, она была в багажнике, просто у меня багажник не сидит полностью. Купил пену для мытья. Детскую. Развели ее. Вместе с ней прыгнули в ванну, там эмоций было, просто это пена. Первый раз такую увидел, вообще кричит, визжит, кидает эту пену куда попало. Давай сейчас повторим тогда вопрос и уйдем на новости. Правильно пишу? Девочка тоже вчера вечером приходила. Куда? Забрала подарки, которую шапку вырвала. О. Пошли. Прям трек ностальжи называется. Это трек, который мы всегда играем. Вот с этого трека начинается всегда все наше мероприятие. Везде, И, в всегда. принципе, с этого трека все и началось. Вся жизнь начинается с него. Анна Плотникова, Ерати, это Это какой год? это я хотел первоначальный спросить? ремикс, да? Нет, это не 90-е. Нет, это вторая версия. Это вторая версия уже. Вторая версия, которую мы сделали в 2014 году. А есть еще и третья версия. Ай, я думаю, что она появится. Должна появиться через год. Кстати, после прошедшего мероприятия, которое было адресовано кому за 25, у Влада появились кое-какие мысли по поводу обновления нашего контента. Да? Нет. Как это и Талмас? А, ты про это-то? Да. Да, было. Я прям жду, Ты когда ждешь, этот когда трек мы ее появится. когда возьмем в переработку. Ну, я прям хочу, это хороший трек, который надо возродить, который должен звучать со сцен, должен звучать с мероприятий и должен звучать с радиоэфира. Если я постараюсь, в следующий эфир мы сделаем обязательно, у нас будет опять эксклюзив, опять будет сайкаем, будет не динамичная версия, Не динамично. не динамичная, она будет такая лиричная, она вот прям, я сейчас наслушался треков, опять с одного хорошего такого портала, я вот прям прочувствовал то, что вот сейчас идет в тренде, вот какой-то бас такой плотный, но опять же такой пустой, но плотный, он такой бух. Короче, все услышите, я не буду... Все не буду- тебя поняли, Да, да, все-таки, да. да, это крутой стил, да, надо обязательно сделать. Не буду пока засорять вам голову ваши, вот на следующей неделе, вот, дай боже мне сил доделать этот трек и презентуем в следующее воскресенье. Так, по поводу подарков. Сегодня у нас такой отсыл в 90-е, у нас подарок из 90-х. Если бы это был прям подарок из 90-х, я думаю, вот то, что здесь находится, это нельзя было бы употреблять сегодня и сейчас. Это я бы не стал употреблять. Я бы положил куда-нибудь прям такое в укромное местечко, подержал бы еще там. Ты думаешь, напиток, который здесь лежит, он простоит и будет нормально? Я не знаю, я Ну, не знаю. Как минимум, Зука и Юпи, которые здесь есть, Они порошки же да, какие-то? мне кажется, знаешь, они там еще лет 20 могут пролежать. Да, это, да, жвачка лавы с Мамба Турбо, мне кажется, они тоже там и не имеют столько давности. Так, по поводу того, как можно получить этот подарок от нас, вопрос следующий. В Ижевске на прошлой неделе, точнее на этой неделе, в пятницу, прошло закрытие вторых международных паралимпийских игр. В следующем году подобного рода игры, уже третьи паралимпийские игры тоже пройдут, но они пройдут в другом городе. Итак, вопрос, в каком городе пройдут эти паралимпийские игры третьи? Подсказочка: город за Уралом.
город в Сибири, город на реке. О, Город в Сибири уже подсказочка. там несколько городов так-то, и город-миллионник. Вау! Да. А город-миллионник? Ну и да, в этом городе я служил. Да, друзья, пишем правильный ответ. Да, в принципе, высылайте любые ваши ответы. Первый человек, который пришлет нам правильный вариант ответа, получит эту заветную коробочку. Ну а 45-я смс-ка получит Символ. атрибутику парадигмийских игр. Это шарфик оранжевого цвета. Ну и мы плюсом добавили наш фирменный диск от проекта Эктоника. В общем, участвуйте. СМС-ки отправляйте на номер 5522 с заголовком «Моя». Далее пробел и ваш вариант ответа. Да, ну а мы уходим за нашу фирменную рубрику, которая называется как? Иварьёс. И варьёс, да. Короче, новости. Короче, новости, друзья. Итак, давай начнем. Любимая наша подборочка ненужных новостей. Так вот, друзья. Если вы сейчас нас слушаете внимательно, в принципе, вы можете сходить и поставить себе чек. Вы ничего не пропустите. Ну что, новость первая. Суд официально развел Степаненко и Петросяна. Представляешь? Да. Люди, думаешь, следили за это вообще? Вот за этой всей движухой? По крайней мере, за этой новостью следили все социальные сети, все новостные агрегаторы и все СМИ. Потому что как только ты садишься в машину, включаешь какую-нибудь радиостанцию, И там вот сразу, ну как так? Как это произошло? Петросян и Степаненко. Ну а как это произошло? 16 ноября суд Москвы завершил процедуру развода Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Напомним, что о разводе Петросяна и Степаненко, проживавших в браке, ты представляешь, 18 лет. 18 лет! Ну что им под старость лет, а? Движухи, на самом Я деле. сначала, знаешь, когда услышал эту новость, я думал, блин, это же прикольно. хороший пиар-ход. Конечно. О них уже все забыли, а тут бац, и как, загремели. Так вот, 18 лет в браке. Стало известно в августе. По некоторым данным, поводом для развода послужил роман Петросяна с молодой помощницей. О, Вот это уже интересно. Не, ну а что? Мужчина в возрасте, как говорится, старый конь, как говорится, ну, там все нормально. Пусть живет и радуется. свежатеньки захотелось. Да. Как это звучит, да? Ладно, не будем, у каждого своя жизнь. Погнали дальше. Итак, прям новость. Новость. Давай. Внимательно. Сам Путин Так, присвоил Билану я думал Ивану Котельникову. звание заслуженного артиста России. Вау, Ну, я думаю, Билана можно поздравить. конечно. И даже нам присвоят. Хотя бы не Путин. Заслуженного работника, Культуры, да? да, хотя бы, какого-нибудь хотя бы. дома районного. Так, Дима Билан получил почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации. Указ подписан самим Путиным 14 ноября. И это звание ему присвоили за заслуги развития отечественной культуры и искусства. Мог это не заканчивать. Кстати, у Билана, я знаю, еще есть другие звания. Он там почетный артист там, Чечни. И еще у него масса других. Я вот тоже с радостью бы стал почетным артистом, или почетным гражданином, или почетным представителем района, скажем, Так, а у нас скоро район, знаешь. поселка Кез. Я тебе, в принципе, могу от иконки выписать. Почетный, Давай. почетный ведущий. Давай. Буду потом говорить и хвастаться, да, я почетный ведущий. Да. Давай, поехали дальше. Поехали дальше. Дженнифер Лопес заработала 2 миллиона. Так, подожди, я сейчас у меня в глазах потемнело. Еще раз. Дженнифер Лопес, все друзья знают ее, актриса, ведущая, модель, ну, богиня, красивая женщина, заработала 2 миллиона долларов за 20 минут. Как? Это как? Ну как, вот как можешь так за 20 минут? Ты помнишь наш какой-нибудь самый быстрый заработок с проектом «Эктоника»? Чтобы мы выступали мало, но заработали много. Было Можно я такое? скажу? Да, это было. В этом году? Это было в этом году, буквально пару месяцев назад. Ну ты можешь рассказать, где это было? Да, это было в Сыктывкаре, нет. Это не Да, было. да, Да, Сыктывкар. это Да. был Сыктывкар. Мы ездили на замечательный фестиваль. Мы Я даже ехали, не сколько помню. мы то ехали? Мы ехали 5, 6, 6 часов. 6 часов. В итоге мы должны были выступать 20 минут, но мы в большей это сложности выступили там минут 12, и то нас уже, можно сказать, пинками выгнали из сцены, сказали: ребята, вы молодцы, вы крутые. Думаешь, поэтому? Ну, не знаю. Ну Но да, да. мы после- хорошо заработали Да, в этот мы день. просто, не мы, а перед нами, после нас выступала известная группа Joy.
опять же, отсылка к 90-м, к 80-м. Вот видишь, какой сегодня хороший эфир. Да, это 80-е. А гость, который сегодня придет к нам после 7 часов, это же вообще отсылка к отсылкам к 60-м. 60-е, 70-е, 80-е. Человек застал все. Он все знает про всех. Но об этом позже. Так вот, про Дженнифер. Дженнифер Лопес увеличила свой гонорар на прошедшей неделе. Как сообщает один известный портал, не буду говорить какой, певица выступила на открытии нового торгового комплекса в столице в одной. И это выступление занимало 20 минут. И после чего, ну, и на ее счет капнули вот эти денежки. Я думаю, что, знаешь, я ждал, что когда откроется в Ижевске торговый центр «Италмас», позовут как минимум либо нас с тобой, либо Алену Тимирканову с песней «Италмас». Но не позвали. Нет, не позвали. Блин, это было бы так символично. Было бы очень красиво. Друзья, если вы что-то открываете, и это как-то связано с удмуртским миром, Приглашайте, мы с радостью выступим. приглашайте вообще артистов удмуртских. Интересно, а сколько зарабатывает вот человек, который открывает двери Дженнифер Лопес? Не знаю даже. Я хочу быть этим человеком. Давай напишем. Давай. Давай, сейчас у нас прозвучит песня, а мы напишем, мы сразу же получим ответ. Итак, следующая новость. Тур Замая и Славы КПСС. Если кто-то не знает, кто это такие люди, можете загуглить. По России отменен. И слава богу. Почему, слава богу, парни развиваются, парни только вот вышли на эти рельсы. Я не знаю, я не стали любитель- зарабатывать деньги, я и тут не опять... любитель творчества этих людей. Ну, на вкус и цвет, как говорится, товарища нет, поэтому те люди, которые следят за творчеством этих людей, сейчас, наверное, столкнули, те люди, которые вообще первый раз слышат эти слова, для вас эта новость ни о чем не скажет. Ну, видишь, тут сама фишка не в том, что кто эти люди, а из-за чего это все произошло. Итак, всего было запланировано 26 концертов, из которых Замай и Слава КПСС успели отыграть всего лишь 3. По словам Замая, вина за отмену всех этих концертов легла на плечи концертного директора Станислава Ну, Куницы. зачем ты вот сейчас вот это вот Да. произносишь? Кто такой? Кто это? Я тоже не знаю. Ну, просто сказано, что это концертный директор. В нашем случае это же тоже может быть каждый раз. У нас с тобой уже распланировано, в Кстати, принципе, концертный следующие директор. полгода. Вот эта новость, она Что? тоже касается и нашего гостя, который придет в следующем часе. Да, да. Его тоже можно назвать А концертным мы эту директором. новость ему покажем и скажем, что он по этому поводу думает. В соцсетях рэпер рассказал, что после начала тура они не получили ни одной предоплаты. И А мы- сам концертный директор перестал с ними выходить на связь. Ну, вот ты также поймешь, да, когда деньги через 3 дня, после 3 концертов не придут к тебе на счет, и ты не сможешь к ним дозвониться, ты знаешь, что, ну, что-то пошло не так. Интересно, вот сколько каков гонорар Замая и Славы КПСС за один концерт? Ну, я могу предложить Больше плюс-минус, 500? ну, 100. 100? 100. Ну, 200, может быть, 200. То есть 3 концерта это примерно 600 тысяч. Может быть, да, может быть, да. Но мы это не Что точно. можно сделать на 600 тысяч рублей? Можно купить себе большой аквариум. Да, хорошо. Тебе нравится уже, да? Хороший морской Хороший, аквариум, да, да, хороший с аквариум. хорошим светом, Да. Можно там, с знаешь, пеногенератором, кораллы вот эти. с фильтрами. О, да. Все как ты любишь. Я прям люблю. Я хочу, чтобы наш какой-то из эфиров был посвящен теме аквариумистики. Я не приду на этот эфир. Хорошо, я буду болтать на этом эфире один. Аквариумисты Удмуртии и всего мира, объединяйтесь. Да? Прилетите к моему обществу. Просто у меня дома стоит аквариум на 350 литров, а Влад хочет, чтобы я избавился от этого аквариума. Но я хочу уже избавиться от этих новостей. Ну и слава богу. Нет, ну ладно. Y вольёс, и вольёс. Короче, новости. Просто ты мне не дал договорить. А я люблю эту тему рыбок связывать, знаешь, она мне не очень нравится. У меня в голову крадутся такие мысли по поводу того, что после 3 этих концертов этот концертный директор Так. перекинул все эти денежки куда следует и уехал. Куда? На Ибицу отдыхать. Ну, да, есть такие люди. Ну, а может быть, не он виноват, потому что они как работают? Все артисты сейчас работают по предоплате, и это нормально. Это вот мы с тобой вот работаем как-то еще, не знаю, как-то, верим людям, доверяем. Вот. А люди же, вот они как работают. Это профессионализм называется. Вот так и надо работать в будущем. Я предлагаю нам со следующего сезона начать выставлять райдер по всем направлениям. И технический райдер, и райдер по
тому, какой стол должен быть, какие полотенца, какая вода и так А далее. это есть на больших серьезных мероприятиях, как Гербер, как мероприятия, которые проходят на центральной площади День города, День молодежи. Естественно, это все есть, и это запрашивается намного заранее, там, за день, за две, за три. Поэтому, ну, не всегда райдер соблюдается. Я не думаю, что это что-то из ряда вон выходящее. Это прям культура мероприятия, статусность мероприятия. Да. Когда ты предъявляешь райдер, и по этому райдеру... И когда говоришь ведущему, приезжай за полчаса, они за Да. 15 минут, Да. он говорит, а я стою в пробке на Пушкинской. Не надо тут, ладно? Не надо, вот именно. Так, поехали дальше, давай следующий трек. Какой? О, боже мой. Анатолий Яркиш, я думаю, он сейчас радуется и прям восторгается этим треком. Чебернес! Я сказал, подойдем. Сейчас подойдем. Он спрашивал, куда мы. Шудан пелен мамку не обнам. Мали не да удівашки марми нам шумам. Ой, діче перно йос, мали сичеє. Жарами урвалашки піє і піє. Ой, діче перно йос, мали сичеє. Жарами урвалашки піє і піє. Так он, наверное, здесь сидит? Чего там сидит? Геннадий! Слышала? Да-да. Это как чужой. Идет, когда в темноте. Все, у нас идет прямой эфир, поэтому можно это не выражаться, как обычно вы делаете. Там пип-пип-пип-пип-пип. И потом привет, здравствуйте, друзья. Ты сразу на нравоучение, сейчас я уйду. Нет, Я нет, вообще-то нет. в 7 часов уже ложусь спать. Правильно. Я тоже. И в 4 я встаю, Вот я так же. а тебе он не дает спать. Где я сажусь? Короче, я пошел. Здесь. Туда. Вот сюда садитесь. Что ты собираешься со мной делать? Нам нужны самые интересные, горячие, пикантные новости. А какие новости? Нету? Ну они все, все что было старые. связано. Вот, старенькие. Они все Это старые. все старые новости. А нового не Ну да, будет. для нашей молодой публики они будут новые новости. Это будут старые новости. Как А молодая публика чем пользуется сегодня? презервативно? Ну, в ваше время было или не было, я это не помню, но ладно. Поэтому у нас и население-то есть, Вот. потому что его не было. Его не было. А сейчас что, одного родили, и это уже проблема. Вот так вот. А нас там 10 человек было, проблем не было. Можно про это поговорить. Подножное питание. Все, что Кто лежало набрал, здесь. то съел. А если не досталось? А не досталось, так Сами ночуй. Ночуй голодный. Завтра будет что-нибудь. Вот так вот выживали. Так, давай на рекламу сейчас сходим. Ай, Реклама пошла, я смотрю. какая Давай реклама? после этого. Раз. Нет рекламы. Мне реклама не нужна, у меня уже Все продано. 90%. Все, тип-топ. Sold out. Да? Сколько мы базарим? Сейчас. Ну, минут 40. Ну там это музыка. Музыка, реклама. Побольше, ладно ты? Побольше музыки. Давай, по-дружески. Ты его не У слушаешь? Геннадия включим песенку? Да, какую-нибудь? Главные вордички. Не надо. Дай пьё. Коротенькая Пьё. песенка. Пьё, пока Юра. Нет у тебя. Есть. У меня есть, у него нет. Полторы В минуты. моем ноутбуке, где только самые модные, самые Она не хорошие звучит у меня особо-то. Мало Так, гордышки, внимание. надоела уже. Информация предназначена для лиц старше 12 лет. Ну что ж, продолжаем наш эфир, гажанчики. К нам приехал наш ожидаемый, долгожданный гость. Буквально через 10 минут мы начнем Действительно, с очень ним долгожданный. общение. Кстати, а почему у нас прошлый эфир не получился? Это что? А мы хорошо, человек хорошо. спросил, да, где он был. Итак, про Он деньги конкурс, зарабатывал. про конкурс, который мы объявили в середине нашего часа, также Везде не вежливости забываем. был. Да. Уже негатив пошел. Уже в наш пошел, да, адрес. да, друзья, вы чувствуете, что будет в следующем часе? Мы узнаем
все узнаем, что происходило. Всю подноготу удмуртского Да, шоу-бизнеса. конечно, сразу узнаем. Так, про конкурс, который объявили в середине прошлого часа, у вас есть уникальная возможность получить от нас фирменный подарок из 90-х, коробочка из 90-х. Коробочка, которая называется «Назад 90-е». А у них, знаешь, что написано? На ней написано «Набор для совершения моментального перемещения во времени». Я представляю, вот если это разом все употребить, я чувствую, не в 90-е улетишь. Можно не только в 90-е, 90-е, да, да. но и куда-то там 50-е, Притом это 40-е. новая и так версия, далее. обновленная. Значит, та не зашла. Сделали новую. Итак, каким образом получить можно этот подарок? Вы нам должны отправить смс-сообщение, который связан с парадельфийскими играми, потому что на прошлой неделе в городе Ижевске прошли вторые международные парадельфийские игры. В пятницу состоялось закрытие этих парадельфийских игр, и через год эти же парадельфийские игры тоже пройдут, но они пройдут не в Ижевске, а уже абсолютно в другом городе. Итак, вам надо указать, какой город примет третьи парадельфийские игры. Подсказка: город на Аби. Это единственный город. Можно уже сразу сказать, какой это город. Правильный вариант ответа получит заветную коробочку. Ну а 45-я смс-ка получит атрибутику парадельфийских игр. Это оранжевый шарфик. И мы плюсом добавили подарок еще от нас. Это фирменный диск от проекта Эктоника. Присылайте, участвуйте в нашем конкурсе, в нашем розыгрыше. Вот. Вот так вот, друзья. Кстати, я забыл про еще одну вещь, которую какую? хочется озвучить. На прошлой неделе Влад пережил прям стресс. Сейчас не говори так. Сейчас слушай. Потому что утром... Она еще не знает, что ли? Мне кажется, нет, не знаю. Потому что утром я подъезжаю на работу, Влада нет, и думаю, что такое, что случилось? Обычно он заранее приезжает на работу часов 8, он уже тут, весь в поту, в работе весь, а тут 8 часов, Влада нет. И слышу такой пронзительный звук. Звук бибиканья Кашкая. Смотрю, он подъезжает и прямо из окна говорит: это было так больно, но я это пережил. И показывает свою татуировку, которую он набил на правую руку. Да, но Он покажу я стал- ее на следующей неделе, друзья. Даже не Кстати, просите. кому интересна эта новость, можете пройти в личку Влада. Да, там- пропиарь мой инстаграм. Там фотография выложена. Увидите, всё как красиво, да. выглядит эта татуировка. Надеюсь, рука... Все нормально. Нет, всё нормально все. Уже не болит? Да, все хорошо. Видишь, еще Просто когда ты мне- заживает. Просто когда ты мне показывал, она была вся такая черная, Она такая же, она расплывшаяся. такая же. И я думаю, боже мой, что он сделал? Боже мой, что он сотворил? На следующей неделе, друзья, в следующем эфире мы покажем обязательно, что из этого получилось. Я даже, наверное, скорее всего, и сделаю на эту тему. Но это не пиара ради. Влог, посвященный руке. Да, моя рука. Интересно, каким образом ты будешь говорить про эту руку и про эту татуировку? Прям заинтриговал. А еще, знаешь, что интригует? Интригует наш будущий гость, который в следующем части у нас появится, с которым мы будем дискуссировать на тему шоу-бизнес в удмуртском мире. Это будет Если он есть вообще. Это будет удмуртский шоу-бизнес или вообще, в принципе, понять удмуртский Конечно, шоу-бизнес, удмуртский, который да. в С чего он начинался? Удмуртии. До чего дошел? Так, Точнее, понятно. до чего и докатили вот эти люди. Еще раз хочу напомнить про наш конкурс. Гажанчики, участвуйте в нашем конкурсе, присылайте варианты ответов ваших на следующий вопрос. В городе Ижевске в пятницу прошло закрытие парадельфийских игр, которые прошли второй раз. Эти парадельфийские игры состоятся и в третий раз, но они пройдут уже в другом городе. Итак, какой город примет третьи парадельфийские игры? Вариант ответа присылайте. Правильный вариант ответа, который будет первый, получит коробочку из 90-х, а 45-я смс-ка получит шарфик и диск от проекта Эктоника. Ну все, слушаем песню и переходим на следующий Да, час. давай, погнали. Чупане то не короке, татко алімонокін, татко статутео, шибернела шмоненок, тантодичко тукшулеме двизам єгашки бум-бум, тантодичко мене євреалі у часу бум-бум. К этому идем. Сонила шендука сміє, макем Можно достать Но это, вот к этому мы идем, это люди, которые не знают удмуртского языка, не имеют практически никакого отношения к удмуртскому миру, ну, только то, что они родились на удмуртской земле. Русские люди, которые поют на это удмуртские песни. У нас два государственных языка, тут нечего говорить. Ну,
это же надо сделать притягательно, чтобы человек сам захотел. Чтобы он сказал, типа, да, будем петь. Могли же на русском языке спеть, Ну, представь. конечно же, не захотят, если такие будут вставать там как-то. Никто им деньги не платил. Это плохо. Плохо? Вот сейчас. Друзья, сейчас и поговорим мы на тему того, кому стоит платить деньги из артистов, и кому не стоит, кто должен работать бесплатно. Правильно? Еще подумаем, Еще подумаем. даже бесплатно. Да, даже и брать вообще тех, кто работает бесплатно. Брать ли их вообще на концерты. А кому-то за одну песню в 10-кратном размере. Вот. А есть такие люди? Есть. Вы. А? Ну ладно, ошибся. Сейчас. Я самый скромный из всех в Удмуртии. А есть самый нескромный умор. Ну ладно, не будем, сейчас в эфире поговорим. Есть, я скажу. Ладно, Без в эфире, имени. в эфире. Без имени. Без имени? Так интересно. Я не хочу никого обижать. Вот в этом и есть закрытость удмуртского мира. Что удмурт не может говорить правду про другого удмурта. Да, я скажу так, что лучше я ему сделаю. А, он Нет. знает, он поймет, что да, что... Он не поймет. В нашем мире это настолько мир, настолько это другой. Не понимаю. Ну надо же его менять. Не надо. Человек это личность. Все, я уже вжил. Ой, слушай, что ты писал? Мы не в эфире? В Удмуртии 7 часов вечера. Но мы Я в уже другом устал эфире. батареи. У нас Погода. запись. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в интернет. Удмуртии ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный 4-6 метров в секунду. Слежу за вами. Температура воздуха по республике ночью -2 +3, завтра днем -3 +2. В Ижевске ночью от 0 до -2, Пришли с Москвы? завтра днем Чего? от 0 до понял, пришли? +2 градусов. Да. Атмосферное Пришли давление уже? 757 миллиметров ртутного Внимание. столба, А, не говори, относительная там влажность перестал воздуха присылать. 96%. Информация предназначена для лиц старше 12 лет. Вот правило наш какой сразу. А что мне говорить? Будем сегодня зажигать. Будем сегодня зажигать. Будем сегодня зажигать. Ача-ча-ча-ча-ча-ча. Тектоника Лайв. Ну что, гражданчики, еще раз всем здрасте. Второй час Всем программы «Кто Николаев». И как всегда, мы с вами, мы никуда не ушли. Влад Горжак и... Так куда мы уйдем? Мы работаем бесплатно. Я говорю, Влад Горжак и... А, так куда мы идем? Мы работаем бесплатно. Спасибо, Влад Горжак и Федор И Федор Пушкин. Пушкин, друзья, с вами сегодня этим вечером только для вас. И еще раз напоминаю, работаем мы, как обычно, бесплатно. И каждый наш эфир, это, ну, как последний раз, знаешь. Мы не всегда, знаем, мы были будем в всех следующее ходить. Мы воскресенье или нет. как эти называются? У нас Мазохисты, микрофон да. закрыт. Да. Да, да. Но мы, наверное, этого и добиваемся, нет? Что мы добиваемся? Что мы хотим вообще? Ну, Вообще, если наши нас- идеологии кто такие? В Если чем нас заключается? прогонят с радиоволны, у нас Мы есть уйдем на другое радио. интернет-пространство. Мы уйдем на другое радио. И Всё будем хорошо. вещать оттуда. Мы откроем собственное радио. Да, мы откроем. Мы уже сейчас это планируем ее. Итак, Вещаем а на теперь весь серьезно, интернет. К нам в студию Так, наконец-то интересно. Кто? добрался наш гость. Ну, Кстати, представляй его, давай, ты в представляй. Инстаграме Так. сделал опрос, знаете ли вы этого человека. И в процентном соотношении, я сейчас не знаю, какие посмотрел? там итоги, но большая часть нашей аудитории не знает, кто этот человек. И это хорошо. Почему? Ну, может быть, они не знают, кто этот человек, и не знают, что за этим человеком скрыто. А вот Потому что и сейчас для меня этот человек находится, знаешь, вот, он как в тени. И вот иногда кажется, что этот человек что-то вроде делает хорошее для удмуртского мира, а иногда кажется, что ставит палки в колеса. Ты не боишься, что человек может Забирая, уйти? вот да, что вот у этого человека есть какой-то вот мешок денег, который вот он готов как бы и отдать удмуртскому народу, удмуртской
русским звездам. А вроде как и нет, вроде как и собирает у себя где-то там, держит. Но это мы все узнаем. Я не знаю, как правильно представить этого человека. В общем, можно сказать уже, Но это герой. это герой, это концертмейстер, это гениальнейший продюсер, режиссер Подожди. Выдыхай. Геннадий Выдыхай. Семенович Карепанов у нас Ура! сегодня в студии. Здрасте, Геннадий Семенович. Все зачесали Добрый вечер. вот этот голос прям вот откуда, откуда вот этот голос? Из 70-х сейчас был или из 80-х? Из 50 Вот. прошлого века. Видишь, у нас драйв, а он нас так замедляет. Говорит, так молодец. Вот пока мы не начали разносить всех в пух и прах. Никого не будем. Не будем никого. Нет. Нет, мы обижать никого не будем. Нет, не будем. Мы просто будем Говорить правду, Да, как есть. Да. Вот сейчас. Кто вы? Просто вот в 3 словах. Продюсер, не знаю, водитель, не знаю, там, повар. Продюсер не наше слово. Так, а какое ваше слово? Концертмейстер. Администратор. Администратор звучит как-то по-простому. Вот Ну, по-нашему. продюсер. По-русски. Продюсер хорошо. Ну, опять же, продюсер, это значит, человек что-то производит. То есть отвечает за какое-то производство. Это не наше слово, заимствованное. Так, а в чем тогда заключается суть деятельности администратора? Администрировать, собирать, продавать, Вот это. организовывать. Так, уже интересно. Что еще? Что еще делает? Считать, Считать, выдавать, еще Распределять. распределять, оплачивать. обделять Иногда. Наказывать? некоторых наказывать. и, И что еще? и... Ссориться? Нет. А Настоящий основная цель-то поднять человека, который занимается этим делом, называемым искусством. Результат такой должен. И вот все вышеперечисленные пункты мы постараемся более детально рассмотреть, раскрыть сегодня в нашем эфире. В общем, Геннадий Семенович Карепанов у нас сегодня в студии. Через трек мы приступим к такому большому интервью. Надеюсь, у нас все получится, и нас после этого эфира не закроют. Вот это музыка. Клубиня. Есть в концерте? Ваши слова. Но не про него, а примерно. Это мой лучший друг, я не могу его ругать. Просто. Я ничего не могу сказать, что это как бы по этой песне, только и человек очень круто записал ее. И это сейчас хит, с которым мы там с Петькой прям балдеем, когда выступаем. А и он сыграл, все. Я как раз вот забирал с Икая, привез сюда, записал и обратно отвез. Очень плодовитый. Он мне рассказал такую историю, ну ладно, это все в эфире про Икай. Про Икай? Да. Что с него все началось. С него? Да. Он придумал название. Спорный вопрос. Вот уже сейчас пошел уже конфликт. Спорный Нет вопрос. конфликта. Нет конфликта. Я конкретно не помню. Но я же пришел к ним через полгода. Ну вот, поговорим. Это когда было? В 90-м году. 90? В 91 году первые гастроли были в Монголии. Все, не надо вот Ничего не этого. было. Бомба? Но я знаю все вещи. Он на огороде мне поет. Задолбал. Да ты что там вру? Вот я написал, говорит, он же мне первому показывает. Давай, говорит, сейчас заценим У трек. нас рядышком Так. А где у вас огромный комплекс? 17 километров. Это туда, Я да? свободен, Гонинского тракта. Радуга. Здесь у него, здесь у меня. Как бутылка появилась у кого? Жены, что не поняли? Ха-ха. Поняли, я говорю. А потом жены говорят, что вы часто начали кашлять, ребята. А Это- потом и песню сразу же. Давай я тебе песню покажу новую. Да. И до утра. Всякое бывает. Нашей молодой.
Еще одно шедевральнейшее творение от электроников диджей Геннадия Кузнецова. Сначала сезона ты всё хвалишь на Дишко. Ну, это, кстати, одна из композиций, которая будет звучать на Open Air. Open Air Электроника, да, следующим летом. Так, а теперь все, переходим к нашему гостю. У нас сегодня в студии Геннадий Семенович Карепанов, Кто человек? администратор. Администратор, продюсер. Нет, продюсер это не наше слово. Человек, который держит в руках. Весь удмуртский шоу-бизнес. Ну не весь, а... Ну да, кроме нашего, после нас надо говорить. Вот нет, друзья, вот прямо вот вы сейчас вот присоединяйтесь быстрее к нашей онлайн-трансляции. Надо видеть лицо человека, который смотрит сейчас на меня осуждающим взглядом. И видит конкурента тебе. Ни в коем случае. Нет? Это человек, который передаст мне потом. Так он же вышел из нас. Да, отсюда По же правде. прямо. А Во вам не... дворце спорта Глазова. Помнишь первый концерт? Помню, было такое. Когда это было? Это было Это было когда... лет 5, может, 6. Как это? Ты что? Раньше? Лет 10 назад. Нет, Первый 10 назад. концерт у трех Светлан 10 был... лет назад у нас открылась первая дискотека в Удмуртске. Ну ладно, 8 лет назад. Ну, 8 да. лет. Да. Ты совсем еще Ну, зелененький был, да, не смелый, да, без Без бороды. бороды. без бороды, ну какая Ну, а борода, еще не песни-то росла еще песни-то она. все равно хорошие уже делали. Ну, естественно. Вот. И А мы какая песня была это? С Андреем вы ездили. тогда тоже только начинали какие-то делать там первые наши такие поездки. И Алексей, наш любимый Алексей Анкудинов, Да. предложил, а вот сейчас, говорит, Три Светы поедут. Давай, говорит, мы вместе с ними поедем и будем продавать наши диски фирменные. А тогда мы штамповали дома. То есть ты просто продавал, но не участвовал в самом концерте? Нет. Да. И к нам попался, прямо мы спускались с моей Удмуртии на лифте, прям как сейчас помню. Двери только открываются, мы выходим, и к нам навстречу идет Озарение такое, Да. свет яркий в глаза. сам Геннадий Карепанов. Человек, который устраивал тогда, наверное, самые лучшие самые лучшие мероприятия в плане концертов. Правильно? Не могу судить. Ну, согласен, что не самые лучшие. Вот. И мы решили по-простому подмазаться. Так. Посмотрели на него такими вот глазами, слезящими, говорит, Геннадий, может, возьмете вы нас на ваше мероприятие? Может, мы вам как-то вот сгодимся? Так. На что мы получили какой ответ? Это первый раз, когда нас, понимаешь, по-простому отшили. Как это? Так это. В автобусе на заднем сиденье А, ну это сидели, было- во это уже дворце было- спорта вам лучшее место дали, вы торговали, продали или нет, я не знаю, не помню. Все помню. Все помню. Я хотел приврать маленько. Не надо. То есть в итоге вас не отшили, а прямо добродушно приняли? Да. Да, мы с ним поехали вместе с Геннадием на концерт, поставили стол, разложили диски, ну и продали большую партию. И не поделились с Геннадием. Геннадий Семенович, что подкупило? Почему дали согласие ребятам? Они так подошли, что никак не откажешь. С коньячком? Нет, Нет, без ничего. мы его Ну так окружили, как-то они закатали рукава. А тут уже некуда Они было деваться. смогли убедить. Это все было новое, все первое. Это дворец спорта, первое выступление трех Светлан в этом составе. Вот не надо сейчас вот это пиарить, вот эту конкурирующую вот эту. Да? Как ты Правильно. конкурент, если... Ну, согласись, ты из нас вышел. Звучит как-то Ты плохо. наше дитя. Ты наше дитя. Да. Давайте вот теперь будем копать, откуда все началось, зачем вы стали заниматься концертами, вообще кому это надо. Ну давайте вот, не знаю, с каких там, с 60-х, нет, 70-х, 80-х. Я просто на вас смотрю и боюсь, вы угадаете год рождения. С 2000-го я вот этим вот начал. Нет, как мне продюсерство. более интересно стало, когда вот это все, вот это пошли вот эти зачатки. Вот этого вот. Да. Помимо основной работы. Да.
А мне это что-то мало казалось. Честно казалось. Ну, я в государственном коллективе работал много лет, в Италмасе, в хоре пел. Ну, пел, что мама-то сказал, ты и спел. Не сказал, не смей. А потом, ну что, Айкай появился. Это какой год был? Айкай это 90-й год. Вы тогда еще ничем не занимались? Я То есть- тогда занимался, я был у меня была должность, Рядовой главная артист, да? министру культуры Удмуртской республики. Тогда я был председателем обкома профсоюза работников культуры. У меня 78 тысяч было членов профсоюза, работников культуры Удмуртии. 2 года я там работал, появился Айкай. Да начерт мне это не нужна была застольная работа-то в обкоме. Профсоюзы. А что вы Решили- там делали на этой работе-то? А? Что вы там делали? Ну, Собирались и что решали? Я решал, когда еще коммунизм был до распада 90-х годов, профсоюзы это была главная сила трудящихся советского народа. То есть вы Путевки был без голос профсоюза народа. ты не получил бы на юг за 10%. Квартиры ты не получил бы без моей подписи. Вот как. Вот так, я был большой человек. Ну и что, я не Что карьерист. изменилось? А? Сейчас что? Появился, потому что Айкай. Лучше я буду в живом коллективе работать, где песни пою, где танцую, где я буду гастролировать с ними. Вот это и подкупило. То есть творчество, вы, брату, пошли в Да, я творчество. туда пришел этим обыкновенным администратором, а директором был тогда Вот, с этого все началось. Виктор Геннадьевич Данила был, который сейчас на Свердловске живет, в Екатеринбурге. Он организатор Айкая. Он меня пригласил, администратор, я пришел. Он начал заниматься бизнесом, ему некогда Айкаем заниматься, он предложил меня, тогда выборная должность была. Он и Валентина Тихоновна Пудова предложили меня стать директором Айкая. Я там 6 лет был директором. Я первый раз их возил. Знаешь куда? Коммерческая, единственного Айкая. Монголия, 91 год. Ничего себе, друзья. Сколько вам заплатили тогда прям? Они-то Да, Монголия. тугриками. Тугриками? Нет, а как это вообще получилось? Рассказать вам? Да. А что-то я где-то нашел. Нигде, я не знаю, где нашел, но монгол Тогда Ачтан еще интернета не было. не было. Нет, он был, но... Я в газете. Монгол Ачтан, это называется Красный Крест. Монгольский, который Красный Крест всемирный им отправляет лекарства на лечение больных монголов. Они больные были тогда. Ну что, ничего нет. Вы решили помочь. И вот я с ними решил, связался С красной помощью. С монголами. с монголами. Прям через газету. Письмо написал им. Руководитель этого монгола Ачтана, Красного Креста монгольского. На русском Он- языке. На русском языке, так они русские все. Сейчас стали уже монголами. Они монгольского языка не знали. Хуже знали, чем русский. Вот я с ними списался, он меня пригласил. А Я что вы прям такого написали? написал, что что... государственный ансамбль Да, желает там... вам желает, да. И взаимовыгодное сотрудничество. Потом мы вас приглашаем, вы нас приглашаете. Но они условия поставили. Привезите товар вместе с ансамблем. Ну, как и сейчас. То есть товар это гуманитарная помощь своего рода? Товар на продажу. Ага. Что угодно, начиная с кирзовых сапогов и шинели. Короче говоря, что есть у вас ненужное, а у нас много было еще ненужного, все везите, все они скупали. Все Это- скупили. Все скупили. Так И правильно, зачем надо было платить тогда? В 6 принципе, или ансамбль. 8 концертов у нас было, конечно, народу не было. Какие концерты монголы тогда нищета? В магазине одна соль голая, черная, надо выпаривать. Нет, потом а где есть. вот это вы все выставляли? Концерты, понятное дело, у них где Перед проходили? концертом Так же, как сейчас То есть проходит. народ собирался, народ покупал. собирался, да, он покупает, приходит на концерт, билеты покупает наш товар. Что выставишь, нет, ничего. Через То 5 есть они минут. покупали товар, но дальше не шли на концерт. На концерт, ну там 5 человек может приходить. Но вы выступали? Мы Выступали. выступали. А у нас условия, у нас контракт. Я же договор такой написал. Народу нет, у них сборов нет, а платить надо. Огромные тугрики. А тугрики были это, знаете, расплачивались так рублями. Наши были рубли, а они тугриками, пачками. Потому что настолько дешевые деньги пачками кидают. Пришел расчет 8 концертов. А каждый концерт стоит сколько-то там тугриков миллионов, сказали. Не платят, мы не собрали, а мы нам то, что вот у нас договор, я всю ночь писал. Так. Такие пункты я написал, что они туда, а другой пункт дает.
платите. Нет, мажешься, в общем. И давайте они предпоследний день они начали платить. Мы с Николаем Александровичем Широких, это шикарнейший баянист. Не Так, знаете сейчас его? я хочу разобраться. То есть было 8 концертов всего? Или Да, 6? 8. 8 Ну, концертов. 8. И за каждый концерт надо было заплатить? Да, за каждый. Ну, как сейчас, контракт, Так. договор. Энна сумма. И последний день уже И на уже, последнем ну, концерте. предпоследний. Не платят, и все не будем платить. У нас сборов нет, а нам то что, договор есть? И они все еще на русском вам также. Все на русском. Так. Ну, платят тугриками. И они все-таки, и Виктор Геннадьевич говорит, я подаю на вас в международный суд. Они, конечно, все под стол вытаскивать деньги. Они тугрикам нам нашли. дали, огромные дипломаты, хозяйственная сумка огромная, мы еле в гостиницу притащили эти тугрики. Один день остается, надо их, Разменять. так, надо просто отоварить. А товара нет, но есть там государственные магазины были, где пуховики хорошие были. А, у нас А были живые моды. деньги, например, эти тугрики поменять А на в этом, рубли? а в этом Нет. участвовал полностью сам Айкай, все. Весь состав участвовал. Весь Не только состав. живые там, получается. Так как все, мы составом всем ездили. Сколько, Это у вас очень тогда- сколько у интересно. вас тогда было человек? Человек 15-20. Не помню. Сейчас состав у них как и Талмас уже. А у нас Большой идея разброс, было да. 4 танцора, 4 певца, 4 мужика, 4 бабы. Так, И так. оркестр. Интересная история. И что и с пуховиками? Вы пришли за пуховиками? Ну, пуховики купили, кто успел. Ну, кто что мог, уже купил. Ну, А брали, зачем брали, тугрики нет, набрали здесь? ты себе. А? Себе лично брали. Ну, себе, мы же получили зарплату. Каждый артист Тугриков. получил тугриками. Мгм. Миллион тугриков, скажем. И Это пришлось- Камский ездил сам Геннадий Михайлович. Есть Вам запас. рассказать еще, какие красавицы у нас артистки? Вот сейчас про артистов говорим. Да, я предлагаю сейчас прерваться нам на На рекламу, рекламу, да. да. А, А потом про продолжим. красивых, да, артистов и артистов мы поговорим. Которые стоят, чтобы их охранять. Нет, так история-то была как? Пуховики-то же вы потом привезли и стали здесь продавать уже. Не продавать себе купили, себе. Государственные, хорошие у них были в магазине. Дорогие. Почему не было такой идеи, что вот эти деньги взять, потом купить Где все разменять? пуховики, Нет, купить вот все я пуховики в спрашиваю, товар? нельзя было их разменять на рубли-то? Нет, А- никому не нужны они были. Наши рубли тоже никому не нужны были. Но вот в 90-е годы это лафа была ездить всем коллективом. Деньги мы тогда делали и в Удмуртии даже. Доллар-то стоил, рубль-то стоил $6. Представляете? Уже нет. Я потом в Пекин летал в бизнес-классе. За 4 миллиона рублей. Ох ты! У меня один был стюард, за мной ухаживал. А мы сейчас летаем в эконом-классе. А да, и то еще, денег нету. И то денег нету. А, позорники вы нынешние, 2000-е. Нет, Это то есть прям все, нет, тугриков все равно тугрики эти остались. не остались мы товарищи, кто тем мог. Полностью все товарищи. Полностью, а зачем они нужны? Ну а вы себе что взяли? Я пуховик и костюмы своим сыновьям, они маленькие еще были. Какие-то джинсовые, какие-то были они такие. Жене там самоделку, шубу купил. Ну, она развалилась потом через месяц, по-моему. Она походила тут. Покрасовалась. Да. Внимание. Давай про час, про конкурс. Ну что ж, а мы продолжаем наше общение с нашим гостем. Администратор у нас сегодня в гостях Геннадий Семенович Карепанов. Это не просто уже администратор. Рассказываем историю Это про история то, первых денег Айкая, можно сказать. как они съездили в Монголию и про то, как монголы расплатились за концерт тугриками. Да. Это история, исторический момент. Поехали дальше. Поехали дальше. Давай мы разыграем уже подарок. Нет, давай Разыграем? мы еще раз объявим. В прошлом часе мы дали такую затравочку, такой конкурс. У вас есть сегодня возможность получить от нас подарки. Это фирменная коробочка. Нет, не фирменная коробочка, а просто коробочка. Да, просто которая коробочка. Отсыл в 90-е. Который так и называется. Набор для совершения моментального перемещения во времени. Новая версия, обновленная. Кто-то уже летал и не вернулся. Для того, чтобы решили обновить. получить этот подарок, вы должны нам отправить сообщение, которое связано с паралимпийскими играми. Потому что на этой неделе в городе Ижевске прошло торжественное закрытие вторых паралимпийских игр. Третьи паралимпийские игры также состоятся, и пройдут они в каком городе? Вы должны нам отправить свой Вся вариант информация есть в интернете, ответа. друзья.
И плюсом 45-я смс с правильным ответом получит от нас еще подарок. Это атрибутика пародийских игр, оранжевый шарфик. И плюсом мы добавили еще наш диск фирменный от проекта Эктоника. Присылайте свои варианты ответов на наш смс-портал 5522 с заголовком «Моя стоимость смс-сообщения 14 рублей». Поехали дальше. Поехали дальше. Геннадий, мы остановились на том, что вот эти тугрики, вы всем составом, всеми артистами объяли на пуховики. Ну, все, что можно было. И привезли это все уже домой. Да, кто что мог, то и купил. Но чтобы избавиться от этих тугриков, ну вообще-то, мне кажется, что это много чести этой Монголии. Нет, это очень хорошая познавательная история. Это первые деньги. Прям Да, такие это- большие, первые серьезные удмуртские деньги. Да, это единственный пока на сегодняшний день коммерческий вояж. Выезд ай, такой. выезд. Ну, наконец. если Остальные все это фестивали. Я Е- же с ними ездил еще и куда? 3 раза в Венгрию, 2 раза в Швецию, в Италию, в Швейцарию. Но там уже не было такого договора. А там просто фестивали. Кормежка местная, и все. А если сравнивать вот с сегодняшним, так скажем, курсом рубля, вот те тугрики, которые были получены за выступление, это была приличная сумма? Ну что на эти деньги сейчас можно было взять? Знаете, я даже и курса ничего не знаю, не могу сказать. Но если я купил одну дубленку, один пуховик, 2 костюма сыновьям, вот и все, что я заработал. А Ну, сколько если это перевести стоит? на наши сейчас деньги, за такой, мне кажется, средняя хорошая дубленка, ну ладно, 1030, давай, возьмем 30. Ну, В районе 50. 150 тысяч, я думаю. 150. Но если все прям по Всего-то? максимуму брать, да. Ну это многовато. Ну Ну ладно, ладно, 100 тысяч. откуда я знаю сейчас? У них сейчас другие А у меня турники, они сразу сейчас получше. администратор получал столько же денег, как и Одинаково. все одинаково Все получали. одинаково. Я сам делил. Зачем я буду себе больше брать, когда они так же страдают, как и я? А Ну, вы у меня страдали? больше ответственности, естественно, если я повез людей-то. Я ж боюсь. Если я за границу вывез человека, и без уха человек приедет, у меня родители спросят, а куда ухо у моего сына или дочери девалось? Точно, они же на тот момент были молодые совсем. Все молодые, я уже хотел сказать. Вот, говорим про удмуртский шоу-бизнес, так он лучший в мире. Почему он лучше в Почему, да, мире? кстати? А как же? Ну, хотя бы по красоте Нет, людей, вот опять же, артистов. смотрите, я сейчас услышал историю, что вы делите деньги, делаете это поровну, правильно делаете? Да. Ну, на тот момент делаете. На тот момент. Сейчас, скорее всего, не так же, Ну, правильно? а сейчас, ну, слушайте, как- Другие уже условия, другие ну, артисты, условия какие согласен. другие, я должен иметь какой-то свой гонорар минимальный. Так. Ну, у меня налоги, и у меня и пенсионный фонд и тому подобное. Ну, об этом мы у говорим меня попозже, аренда и тому попозже, подобное. попозже. Одни расходы, Согласен, сейчас с этими артистами одни расходы. они не виноваты. Это я виноват. Вот. Я собрал их, и будь добр, собрать аншлаг на этого артиста. Ну, это ладно, это Неужели сейчас, не это бери его? сейчас. Да. 17-й год. Да. Опять переходим туда. У нас моментальное вот это Перемещение, да. перемещение по времени. После вот этой монгольского вот этого трипа. Что пошло дальше? Вы все приехали счастливы. Да. Почему не стали дальше писать письма, куда-то еще съездить? По Во такому же Францию, сценарию. например, да, куда-нибудь в Европу скататься, Нет, в в Америку. Европу. Потом мы написали письмо, называется СИОФ. Международная организация по проведению фестивалей под эгидой ЮНЕСКО. Это в Швеции президент родился. Я вышел прямо на этого президента. И, друзья, вот хочу напомнить, такая маленькая отступление, что на тот момент Айкай еще не был государственным ансамблем. Нет. Нет. То есть это были сборища артистов. Ну, сборище ты Нет. сказал. Вот как это правильно? Хозрасчетный был коллектив. Хозрасчетный, что набегал, то получил. Не набегал, сиди голодный. Да. Ну, в принципе, как и сейчас Это наш 90-е проект годы. «Эктоника». Инициативная группа людей, которые пели, танцевали. Но они настолько преданы были своему делу, они сидели год, полгода вообще без денег. То, что дома есть, у кого огороды, вырастили картошку, съели. Не вырастили, значит, сиди на ботве. Вот это творчество. Это да, вот это Кузнецов вот давали. Это он прошел это. Покойный Серебренников Евгений Георгиевич. Но я думаю, что Кузнецова, Геннадий, мы позовем в наши следующие Смагинов, эфиры. Пудова, вот они все прошли через это. Поэтому они Смагиной стали, поэтому они Пудова, они прошли, огонь. Ну, что значит Медные артист? трубы. Хороший артист — это голодный артист. Да, он вначале надо на пайке держать. Смотри, друга, я как бы понял, как, знаешь, человек А щас- сказал. щас Урезать, вот- я тебя буду урезать еще меньше. Появилась... Геннадий Семенович, вам ведущие не нужны? Мне, Нет, конечно же.
У него есть хороший проект «Три света». Молчу. Нет, там Ты уже понял? две света Ты скоро понял, будет. ты понял? Мне А вы думаю, знаете- это цепочка. Слушайте, а что, мне нельзя хитрить? Можно. Что меньше с вас стороны было. Слушайте, тактика-то. Лучшая защита это наступление. Правильно. Правильно. Вот у Петруху сейчас может, в принципе, после эфира забрать уже сразу же на концерты, Поч- Слушай, но за определенный гонорар. окей. У нас впереди очень огромный проект. Но мы его распиарим поэтому мы попозже. не го- Попозже. Нет, сейчас не будем говорить. Но там Петя будет один из главных, с вашего позволения. Даже и спрашивать не будем. А, так. Ну, сумма у нас есть. Сумма есть, гонорар. Обсудим. Вот тот проект очень вписывается, Петя, наш. Хорошо. Дальше, вот тот фестиваль, куда вы стали писать письма. Да, Сио, в Швецию. Швеция. Да. Что пошло дальше? Вы съездили туда в итоге? 3 раза мы там были. Вначале оттуда приезжал Нет, ансамбль. но договор-то уже, такого договора уже не было. Нет, это просто приглашение, официальное приглашение. А деньги-то как вы зарабатывали? Мы там не зарабатывали, нам давали, у нас там полное обеспечение питания, проживание, и на руки $3 в те времена, евро не было еще. То есть это принимающая сторона. Принимающая всё сторона нас полнейшее обеспечение, и они оплачивали дорогу сюда, Дорогу? сюда, домой. А туда? А туда мы сами на свои деньги. Ну деньги тоже брали по $3. По $3 давали. Карманные каждый день. Помимо... Копили питания. или сразу же тратили? Ну что-то... Я вообще кофту какую-то привез Жене шикарную. Вау. Да. А что, они бесплатно? Шведский стол. Правильно. А мы не видали этот шведский стол-то утром-то. Ну и все, Обалдели. и там как зашли, и до обеда. И И до два раза... конца. Такая же... Ты знаешь что? Ну слушай, у нас дня не хватит, тебе сказать. Всю Нас- историю. Да, нас приглашал 3 раза в Венгрию депутат венгерского парламента Золтан Хайду, пастор протестантской церкви, шикарнейший красавец мужик. Он даже венчал свою дочь. Это Давал. мужское При место. нас. А. При нас специально показательно венчание своих детей при Айкай. Он так влюблен был в Айкай. И мы были в святая святых в венгерском парламенте. И я стоял там за трибуной, где стоят только президент и председатель парламента. У меня есть фотография, я вам покажу. Все ребята и Кузнецов там. Да. Петр Николаевич может похвастаться, что стоял на одной сцене с главой республики. Вот. Наши. Да. А я давал интервью этому Сейчас пошли вот эти. Арпаду Гонцу, президенту А вот тогдашнему. мы не можем, да, похвалиться, А похвастаться. вот почему, чем Геннадий сам. Семенович, а вот были концерты по России, тогда по Советскому Союзу? По Советскому Союзу не могли быть концерты у Айкая. А почему? Возвращенная организация. А вот в Италмасе по Советскому Союзу были от Владивостока до Калининграда, от Воркуты Нет, ну до... Италмас это другая уже А у история. Айкая нет. То есть Айкай, они вот циклично катались только по республике. Да, по республике. Почему? Потому что вся система концертной организации распалась после 90-х годов. При Советском Союзе у нас был Госконцерт, Союзконцерт, Росконцерт, Москонцерт. Объясните, что это такое? Не надо. Госконцерт, Всё Госконцерт это когда за границу направляют. Союзконцерт по Советскому Союзу, Росконцерт по России, а Москонцерт это просто такая. Ну как они вас могли отправить, если Айкай тогда не являлся государственным? Ну, Айкай-то не ездил, я тебе говорю. Италмас. То есть И Италмас Талмас ездил, ездил, да. да. Мы уже за год знали, когда мы во Владивосток поедем. Это расписывала все Москва. А мы сейчас знаем, где мы проведем Нет, а новогодние почему каникулы. почему вот нельзя, вот у вас появилась идея, например, взять инициативных ребят из Айкая, там человек 5-6, и поехать куда-нибудь в Подмосковье. Когда-то. Да. Так можно было. Можно было? Но вы не катали. Ну это же Мы был не риск. катали. Нам хватало здесь, в Удмуртии. Потому что поле было деятельности огромное. Маленькая Удмуртия, но нас не хватало. Просто не хватало, потому что гастролировали Удмуртский театр, Айкай и Талмас. Все. А сейчас кого только нету. Монополия была у вас? Монополия. Вот. Сейчас каждый на... Каждый второй артист. Каждый второй артист и гастролирует. каждый на ровном месте. Каждый делал концерт. Пуп. Ну,
давайте поговорим по поводу концертов. Дальше сейчас Да. послушаем еще песенку. Мы заговорили. Хотя, По поводу красоты удмуртских исполнителей. Я думаю, что нам надо плавненько переходить на современность, потому что история, она история, и о ней можно говорить вечно, но хочется-то вот немножечко вот огонечка подлить. Не вопрос? Слушаем песню. Давай, поехали. Ух ты, какой трек. Умеете, пацаны, работаете. Смотри, какой интересный человек. Он очень много скрывает. Как это в Монголии ходили налево-направо там. Нет, это она молодец. Вот ее надо позвать на эфир. Для вдохновения этого человека. ну вы прошу. уже многих сделали, кстати. Вам слова. Да. Сейчас обивку какую-то иду. Не Да, ходишь да. его? Он это- Ты. Ну вы в такой Ну, истории... ладно, Потом перестали здороваться. сейчас я предлагаю перейти уже от 90-х. Знаете, вы такую вещь большую сделали про Ушакова-то. Про какую? Микс, маскарамикс, Да, да? да. Хорошо, Антон давай. Алексеевич Ушаков, наш корифей, наша история. Это вы молодцы. Я вам от души говорю. Я не люблю это так. У нас, а вы Телефонная смотрели карта проект привязана? «Улон»? Не понял. С Николаем Анисимовым. Вот сейчас мы тоже делаем вещь хорошая. Но эта вещь начнет цениться лет так через 20, может быть, через 30. Это что такое? Это... Нет, Коля, мы как-то посмотрели же, Так, Николай Коля, сколько? Анисимов сидит и на камеру отвечает Интервью. на вопросы. Интервью с 20 удмуртскими минут. звездами. Да? Мгм. Никак. Предлагаю посмотреть Да, посмотри. Когда? в интернете. Да? Давайте ссылку скинем. Так вот, после того... Нет, надо в этот момент еще... Зачем Айкай... вот по моим данным, Айкай стал государственным из-за того, что вы говорите, что у них были концерты, у вас были концерты, типа все было хорошо, А сейчас я была, скажу, была почему. поляна. Почему? Я А скажу. потом, типа, денег не стало, и мы пошли, типа, под государственное крыло. Это не так. Это не так. Вынужден был министр. Хотя она сейчас говорит другие вещи. Но я же свидетель. Анета Петровна была министром. А сейчас чем она занимается? Она сейчас работает в институте у Куликова. Институт истории языка. Ей много лет уже. Она на тот момент была министром Она культуры. была министром культуры как раз в эти годы. У нас После нее осталось потом Чайников был. даже меньше. Много министров, я шестерых пережил. За свои. А президентов сколько? Одного. Один только. У нас был один только Но я президент. боролся очень, я аншлаги во дворце спорта аншлага, 2 аншлага во дворце за этого делал. Вершинина. Они же тогда были. Но сделали все, чтобы Вершинина не было. Я тоже свидетель. Ну, история это. Это было. Ну, а теперь что-то у меня... Погнали. Ладно. Какой вопрос? Какая хорошая композиция. Да, это композиция в исполнении Тур Я Лыс. Очень такой душевный трек. Притом написал, знаешь, он написался дня за 4. И вот эта девочка, которая поет, я пока не буду называть ее имя и фамилию, мы ее позовем на одну из наших программ. Я знаю, Если что она у неё- придет. Да, она очень скромная, и она говорит, я далеко, вот прямо далеко от вашей вот этой всей попсы, не надо меня сюда затягивать. Ну, хороший, да, релиз получился, но больше не надо. Я знаю, что у нее сейчас криз. Она Творческий говорит, или да, жизненный? Да, творческий. И она сказала, я вроде как вообще хочу забросить в это дело, петь песни. Поэтому я предлагаю позвать этого человека и поговорить. То есть она готова раскрыться как артист. Не знаю, не знаю.
Потому что я с ней общался, она не хочет себя позиционировать как артист, она не хочет, чтобы народ знал, что она поет. Это как наш сегодняшний гость, который говорит, что я не продюсер, я администратор. Да, Геннадий Семенович Карепанов у нас Да. сегодня в гостях. Который смотрит на часы и вот прям жаждет уже уйти от нас, да? Уже устал? Нет? Нет, ну хорошо. Так вот, переходим. Айкай, значит, сначала был на хозрасчете, Да. потом стал государственным. Да. Почему? Почему? Денег не было? Не из-за этого. А из-за чего? Деньги бы все равно сделали бы. То есть, выступая в Удмуртии, можно было Дело в собрать- том, что Айкай получил известность. Народ начал обращаться в Министерство культуры. Дайте Айкай, почему нас не направляете? Министр культуры. А вы же на тот момент выбирали, типа, туда поедем, а туда не поедем. Да. Но это мы сами, хозяева. Так, Мы значит, там мы решили зал по- соберем, а там не соберем. Нет, А туда мы- не поедем. у нас не было такого сомнения. Мы везде собирали. Говорю же, Когда везде не было собирали. коллектива, Ну, был потому Айкай что и Талмас. так это что за дикари ушли из Италмаса? Тоже вопрос. У людей это был интересен. Ну кто же ушел из Италмаса и создал свой коллектив? Народу просто интересно. Так аншлаги были. И потом Я бы начали сейчас на люди это посмотрел. обращаться в Министерство культуры, к министру культуры Аните Петровне Сидоровой. Так. Говорит, где это? Почему вы нас не направляете к нам? А она отвечала, а у нас нет такого коллектива. Правильно. Сами по Ну себе. нет. Нет, конечно, не было. То есть официально нигде не Официально зарегистрировано, нигде, ничего, да. бумажек нету. Нету бумажек, нету. Вот она ходила, народ доставал ее. И я ходил к ней, Анита Петровна, ну все, давайте, уже надо это на бюджет ставить коллектив, потому что уже все, он созрел, народ требует. А вам-то зачем это надо было? Ну, вот коллективу зачем это надо Ну нет, было? это Если всё легче, равно не- все-таки государственное финансирование идет же. То есть ежегодно вам начислялся определенный бюджет. А как же, вот сейчас как коллективы на Зарплату бюджете получают. живут, хотя бы на зарплату людям-то дают, и театры вон, и Талмасу дает государство. Вот А нам сразу же никто вопрос. не давал. Вот до хозрасчет, был хозрасчет и под крылом государства. Где было лучше? Где денег было больше? Ну, артисту где лучше было? Ну, конечно, на бюджете все равно уже лучше. Стабильность. Но хотя бы самим, хотя бы руководителю уже легче. Но она потом, с ней ругались. Я ходил, я смелый был, молодой был. К ней ходил, то она втихомолку пошла к Вершинину Павлу Николаевичу, председателю правительства, и решила вопрос. И Айкай Стал? стал на бюджет. Но я знаю, вот к этому еще моменту, что Айкай на тот момент не было площадки, где репетиции. Не Базы не было. Не было. И после уже А появилось. репетировали, знаете где? На Советской есть старинный дом. Не знаю, как он называется. Кто там сейчас? Там бюро путешествий, что ли там. Вот там на первом этаже. Все уже изменилось. Все изменилось. А потому что Но это вы были там. да, там еще, да, я забыл совсем, соучредителем-то Айкая был еще союз композиторов. Под крылом союза композиторов, но союз композиторов тоже не бюджетная организация. Они просто документы оформили. Частное предприятие Айкай, Виктор Данилов, Айкай тоже назывался, и союз композиторов. Но не бюджетно. Потом уже вот Сидорова пошла, короче говоря. Это долгая история. Долгая история. Очень. Нет, а потом Ну, где вы стали репетировать? После того, как уже... Под крыло были- государства Вот попали. крыло государства, там же продолжали. Все там же продолжали. А потом перевели. Не помню. А в русский театр сразу. Короленко тогда был еще. Директором театра Короленко стал Данилов. Я директор Айкая. Он взял туда в здание театра Короленко, где они сейчас находятся, где будет центр удмуртской культуры. Ну, мы надеемся, Вот что такая Центр история. удмуртской культуры Он вообще появится, будет, да. достроит его. И, может Айкай быть, займет там почетное место. А может быть, электроника. А может... Да, я думаю, что после этого Центр мероприятия, может удмуртской быть, культуры, сделаем это сами мое очень мнение, большой центр будет там электроники и очень Айкай. тесно. Конечно же. Основной там балансодержатель будет Айкай, но один он не выдержит, очень коммунальных расходов много будет. Да, но это уже не наше потом дело. уже. Вот мне сейчас вот прямо смс-очка пришла от нашего общего знакомого Дмитрия. Он интересуется, откуда вы родом?
Где живут вот эти удмурты, которые пробивные, как мы Болезинский район, деревня Наньпи, которой уже нету, к сожалению. Всегда туда приезжаю, когда в Глазово еду с концертом, останавливаюсь, табак курю под своим тополем. Тополь у меня То как есть у вас есть, памятник. там есть знаковое место? Знакомый тополь есть. Как-то на концерт приехал в эту деревню, там соседнюю, где был председатель. Я председателю колхоза сказал, вот там 2 тополя стоят, не смей трогать, там 2 квадратных метра, ты ничего не посеешь. А для меня это история. Весь Болезинский район знает, что это мои тополя. Ничего себе. Я тоже хочу в старости какое-нибудь такое знаковое место. Конечно, надо, Петя. Это Я- самому просто. Ты родину вспоминаешь там. Я туда ведь иногда и останавливаюсь, Вот специально чувствую, заезжаю. приеду я и что-нибудь там. Как на Гвоздиком напишу. Здесь был была Эктоника. Как на поминки хожу, у меня бутылочка, у меня закусочка, сижу там. Это святотатство. И Ладно, не- поминаю свою деревню. Поминаю. все, там уже только 2 Потому тополя что стоит. там ничего, 2 тополя, ничего нет. На Печально, плющихе. конечно. Вот прям, я вот чувствую, что... Вот мы переходим в на том направлении, 2000 да. год. У Айкая все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Слава Богу, что он и есть теперь Айкай. Да. Какая гордость нации удмуртской. Так, вот мы в конце нашего выпуска сегодняшнего включим песню, которая будет открывать наш будущий Open Air. Мы ее включали в утреннем эфире, и я думаю, что вам тоже презентуем, вам она понравится. После того, как вы ушли с Айкая, вы стали зарабатывать, ну, так сказать, уже, не знаю, С Айкая я ушел с Айкая в Удмуртский театр, заместителем директора 6 лет еще работал. Потом после этого ушел я обратно, где родился в Виталмасе. Обратно ушел в Виталмас. Там еще 6 лет работал заместителем Мамонтова. Оттуда я ушел с честью, без чести на пенсию. и А на жизнь пенсию- только И началась. жизнь началась, что я на пенсию буду я на огороде рыться только. Нет, это для меня, я люблю артистов, я всю жизнь среди них. Без них я не могу. Хоть старые, хоть молодые, хоть сейчас только вот встающий на этот путь. Иногда хочется поддержать, иногда хочется поругать. Ну а как вот иногда и пришла пнуть вот эта хочется. первая идея организовать свой собственный концерт, набрать артистов? Да. Ну как Это- она пришла? Это какой год был? Это в 2000 году я... Вот сейчас у нас есть песня года, да? Есть. А она зародилась, да, в 2000 году. Это я делал так, радио слушаю удмуртское. Ага, в течение года. Что чаще звучит, я на карандаш Прям каждый день сидели, слушали. каждый день. И потом я в конце года Ну уже тогда даю было концерт. ГТРК радио, ну и сейчас. Да, ГТРК, то радио, а потом это. А потом лет, сколько там, 7-10, А музыки раньше было больше удмуртской? Или так же? меньше. Меньше было? Намного меньше. Ну уже нет сейчас таких имена, которые появились, то их не было. Они только что родившиеся, а может еще нет. Так, записывали на листочек. Записываю, лучшие песни собираю. Я не смел в Аксион туда, мне того не смел. Я проводил 2 концерта, одного не хватало, в Удмуртском театре. Это 1000 получается, как один сейчас Аксион. А почему доступ был закрыт разве в Аксион? А я не смел, я боялся. Это был риск. Риск, Риск пролететь. да, потому что если я там начинал в Удмуртском театре, я сам замдиректора, да еще у меня там свой личный блат был. Потому что я мог и, может быть, немножечко и за аренду поменьше. Я не открою вам тайну, и сейчас, в принципе, блат есть. Где? Где? У кого? У тебя или у меня? У меня нет блата нигде. У меня блат очень хороший в Аксионе. В смысле, по Сейчас. человеческим отношениям. Они принимают меня как своего работника. Это надо еще заслужить, добиться. Ладно, раз все было Ну- так хорошо, вот хорошо было в Национальном театре. Да. Ну был же какой-нибудь концерт, чтобы можно было прям и пролетели. Хорошо. Очень много раз было. Я и в Аксионе говорил. То Не есть скажу на каком концерте. Но было дело. прям серьезно. Но огромнейший у меня прогар был. Когда еще в Айкае был. Это все знают, все смеются надо мной, и все жалеют до сих пор. Китайский цирк. Я ж привозил. В 90-х годах. Это Хотел 90-е. Да. Хотел я заработать огромные деньги. Айкай-то на хозрасчете, квартир-то нет, людям надо. Ах, думаю, сейчас заработаю. А у нас цирк-то наш-то старый закрыли. Цирка нет. А китайский называется лучший цирк в мире. Ну, привез я их 28 человек. И пролетел, как фанера Парижем. А вот сейчас думаете, почему пролетели? Почему пролетел?
90-е Рекламы годы. не было? 90-е годы денег, Денег не нет. было? И потом страшенная эпидемия гриппа была. Все закрыто. И народ не пошел. Я прогорел. Мне помог Кузьма Васильевич Доронин, работал в Министерстве культуры, 50 миллионов дал. Ох ты. И остальное мне китайцы простили. А нынче случись такая ситуация, китайцы бы простили? Нет. Но если бы если только через президента России, председателя Чтобы не нарушать кабинета. наши вот эти дружеские отношения. А тогда я ж там был, по китайской сцене кто-нибудь бегал, нет? Нет. А я бегал. Вот так вы там зарядились и потом решили привезти. Я только не был в мавзолее Мао Цзэдуна, потому что было воскресенье, мавзолей закрыт. Нет, а если рассматривать не китайские кого-то сторонних, если А, рассматривать скажем, наших удмуртские концерты, где прям пролетели, и был такой момент, что все, не идет, закрываемся, прекращаемся, все. Такого не было. То есть С удмуртские концерты они удмуртскими всегда не было, всегда. Ну хоть что-то, но не не в минус. минус. Но все равно раз на раз не приходится, Нет, наверное. нет, 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 нет. Ну, Вот сейчас вот у нас Песня года. на днях песня года. Так. Чтобы рекламы, говорите, не было. Да, для На лиц днях. старше 12 лет. Да. Информация. 6, 12 6 лет. плюс там. 6 плюс там. А. Этот концерт можно и 7-летним уже можно слушать и смотреть. Не травмируется? Вот раньше я проводил их этого концерта 2 в Ананшлагах, а нынче вы видите, конкуренция пошла. Сами знаете. 1, но набрали уже. А Уже. вот Как это говорится, sold out уже, мест нет. Ну, есть немножечко тебе еще достанет. А, ладно. Вот Ты если... же сам выходишь. Да? А, мы же участвуем в Петровской. Да. Мы же должны А вот выйти и сказать, вопрос. что это не то мероприятие, и мы всегда ждали лучшего, а тут получилось как всегда. А вот я хотел поговорить на эту тему. На тему чего? Вот впервые я, Так. мы, Мы. Светы, Так. моя Удмуртия, Так. тебя А, так, выпускаем на сцену Стоит ли вообще? со своими номинантами. Это нужно. Так. Вот. Это совершенно А Пушкин новое. будет вести мероприятие? Это? Нет. Нет? 3 Светланы. Это их То есть мы мероприятие. вдвоем выходим. А ты выходишь сам. Так. Представляешь своих номинантов. Кто? Не будем сейчас говорить. Мгм. Интрига для слушателей. Так. Вот. И почему? Я у тебя хочу спросить. Ну вот ты вроде иногда ты и посмеиваешь. Ну вот народного плана у тебя все артисты. Та-та-та. А ты почему смеешь выйти с этой номинацией? С этим, ну, назову песню. Можно. Уй в этом. Кто исполняет, там узнает слушатели. Уй в. И в этом, я такой, и в... Уй в. Уй в. Да. Уй в. Ну, все знают, все знают. Вот, Кто уй в. исполняет. Вот, как ты решился? У тебя же совершенно другое направление у этих ребят. Так это же парни без меня написали песню. Ну ты же номинируешь. А, я почему, номинирую? да, почему ты Так я остановился еще, на может, этих? передумаю. Ну, Я нет. сейчас знаю, что это песня, я решу, что другая песня. Скажу, что мне подсунули на листке вот эту. Но на мой взгляд, Это честно, не серьезно. это не серьезно. За да. 10 дней менять Да, я скажу, это, на что это не переправе серьезно. коней. Да. И побеждает Анастасия Иванова. Нет такого Все, варианта. походу, я уже не выйду на сцену. Тут мне очень нравится пара, которая тобою заявлена. Ладно, ладно. Это их все, надо это все, оставить. друзья, песня Это года. совет. Да, у нас уже заканчивается эфир. Ой, слава богу. Я Я вот совсем смотрю, вдохновлен. нас как-то заговорили, истории прямо, мы не успели задать там Мы другие вообще не предыдущие успели вопросы. про Вообще наших не- ребят да. поговорить. Про удмуртский шоу-бизнес. Так, давай, быстренько уходим на рекламу, потом продолжим собрать. А я вот все наметил, я скажу, как я себя веду, хочу вести в отношении с артистами. Можно сказать? У меня 5 предложений. В эфире? Да. Конечно. Ладно. Ну, вообще, сейчас тогда можно по-быстрому... Давай быстренько разыграем подарок. Быстренько, быстренько. А я боялся. Лапшу понавешивал и все. Главное делать паузу и серьезно, да. Да. Одна мне Надо знакомая больше. встретилась, я послушай. Я говорю, нет, слушай, я буду ерунду там молоть. Надо было 6 часов делать.
6 часов. Ну, сейчас все не успели. А что, 20 часов хотел тут меня? Да. Да, сейчас. Да легко. Как раз первый час истории, Не а второй час расплатишься. уже современность. Так, вот скажи, какой у тебя... Я этим не плачу твоим номинантам. Вот пикуля у Друзья, нас... вот прямо сейчас решается важный денежный вопрос. У нас сейчас не эфир. Так это не главное. Вот главное. В интернет же идет. Внимание. Поехали. Ты что творишь? Друзья, вот прямо сейчас за кадром мы решаем денежный вопрос. Кому и сколько заплатить? Да, кому сколько заплатим. Вот сразу же быстрый вопрос. Двоим. Сколько вы платите сейчас артистам? Сейчас я буду говорить тебе это Так, сколько? глубочайшая От трёх до тайна. 6 до 7. Много. Ну, какая самая большая сумма бывает? Сейчас. Да, именно удмуртскому артисту. Артисту? Да. Но эти вещи не говорятся. Ну, самая максимальная, какая может быть? Сама. За выступление. 4 Долларов песни. сказать тебе или Да, что? в рубля. Ну, 7, 6, 10? Не угадаешь никогда. Значит, 7500. 7250. Вот, мы были близки. Да. Ну, а откуда вот этот ценник берется? И как вот идет градация по суммам? Давай по-другому вопрос зададим. Вот раньше Геннадий Семенович сказал, что все получали поровну. Сейчас я понимаю, что кто-то получает больше. Что они не сидят кто-то тоже в одной получает дружной меньше. компании и не считают деньги. Поровну получали. Потому что не дружеская когда уже компания. Это поровну получили монголи, поровну не получали уже в Удмуртии. И у каждого была своя ставка в любом случае. Хотя государственная и не государственная ставка была у каждого своя. Неужели молодой человек только что пришел в Айка и Кузнецов там поет, что одинаково платить, что издевательство над Кузнецовым? Согласен, да. Это ансамбль. А сейчас с артистами, кто есть Тоже. метро, звезды, которые уже давным-давно. Есть вот молодежь, ну, даже давай возьмем не молодежь, есть взрослые звезды, которые написали одну песню, сразу же выстреливают. Вот и если они в погнали. десятку попали вот на песню года, да? Ну даже если не десятку, ну просто не востребованы. Но они востребованы. Да. Ну не в десятку, они не попали, ну в 12 не попали. Гонорар у них такой же, как Нет, у у них метро? меньше, чем у других. Мгм. Я думаю, что А это про правильно. деньги и не спрашивай, это что, зачем это? Но они сами же обсуждают в своем кругу. В своем кругу, ну и пусть обсуждают, когда получат. Между собой. Тебе сколько дали? Они никогда не спрашивают. А- И знаешь, вот характер. Я одного только артиста в Удмуртии знаю, когда ему звонишь, ты поедешь со мной? Вот в группе с 3 Светланами. Он запрашивает ценник. Он говорит, А а сколько сколько ты? заплатишь? Меня знаешь, у А меня... это правильный вопрос. Человек должен рассчитывать, кормить семью, тратить свое время. Любая работа должна быть оплачена. А Вы с- согласны с этим выражением? Никто без оплаты не остается. Не остается. Но знаешь что? Почему я с этими артистами люблю работать? Они никогда не спрашивают. Они видят, сколько их в зале. Они уже знают внутри, Так, что я сегодня столько-то получу. примерно получу. А если там у меня 50 человек сидит, я 50 рублей получу, он получает, он не обижается. Вот это вот солидарность, я очень люблю вот такую. Ну, есть некоторые, сколько заплатишь? У меня сразу... Все, любовь прошла. Отпадает желание приглашать этого Желание, артиста. да. А любовь у нас дарить подарки, она всегда есть и будет. Да, кстати, настало время озвучить победителей. Итак, вопрос касался парадельфийских игр, которые должны у нас состояться в следующем году. И эти парадельфийские игры, третьи по счету, пройдут в городе Новосибирск. Ура! Итак, мы поздравляем абонента, чей номер заканчивается на 7863. Коробочка с отсылом в 90-е уходит в ваши руки. Забирайте по адресу 500 9. Приходите в будние дни с 10 до 6 вечера. Да, ну мы вам еще наберем после эфира. Да, Так. и 45-я смс-ка с правильным ответом, которая забирает у нас атрибутику парадельфийских игр, оранжевый шарф и плюс к диск от проекта Эктоника. Это номер 3531. Мы вас поздравляем. И я думаю, что можно еще разыграть один подарок. Это бесплатный вход на концерт «Песня года». Хотите? Есть же места? Как раз я отдаю свое место, которое предназначалось мне. Тебе вообще ничего не приносилось. Давайте разыграем. Ты за Называйте сценой, любое ты число. за сценой, ты представляешь своих артистов. А, Тебе ну такое так- право мы дали. Нет, Так я ты думал, этим в гордишься. переднем ряду меня позовут, я выйду так. Да, сейчас. Вот За так. кулисами ты будешь. Одно место разыгрываем? Любое число от единички до 75. Давай, разыграем. Я должен сказать. Да. А, 57. 57.
Вот так вот, друзья, спонтанные подарки у нас. 57. А билет-то, друзья, стоит недешево. Нет, 700 рублей. 800. 800. Итак, мы вместо поздравляем 800. абонента, Это вместо чей 800. Так, чей номер, сейчас, внимание, чей номер заканчивается на 0708. вот этот человек счастливчик сейчас обрадуется. А Прям может круто. сам Геннадий ему наберет? Таким голосом. Здравствуйте. Мы не хотели, но вам повезло. Я заранее сохраняю просто себе эти Переведите контакты, мне чтобы 800 не рублей потом. Мне нужно, надо ему сообщить. Да, мы сохранили Да. номер телефона, мы с ним обязательно свяжемся. Вы свяжите. Сейчас мы или нет? Мы Сейчас всегда в эфире, эфире, да. да. Мы свяжемся. Да, я знаю, там подход Так, типа. я да. предлагаю Геннадию Как получить Семеновичу... этот билет? Да. Вы это, я не знаю. Я предлагаю Геннадию Семеновичу как-нибудь позвать еще раз на мне. Да, мы много всего еще не расспросили, А не мы вообще разузнали. про наших и не поговорили. И не Про, Вот поговорили. именно, у нас про осталось... китайцев, да, про монголов. 1 минута осталась, 1 минута. Я предлагаю позвать с Геннадием Кузнецовым. Вспомнить былые Да. времена, вспомнить, как это всё Друзья, они начиналось. здесь соберутся, накроют стол, и им будет приятно, и нам хорошо, и побеседуем. Это хорошая идея. Так, ты обещал в завершении нашего эфира включить Айкай. Да, как раз. Давайте И посмотрим этим реакцию. хорошим Геннадия. треком закончим сегодняшний эфир. В общем, всем огромное спасибо еще раз. На этом Эктоника Лайв завершается. Огромное спасибо нашему гостю. Желаем ему процветания, всего самого хорошего. И пускай все концерты, как ты сказал, проходят. Отдаст. Да. А человек не попрощался. И ладно уже. Я даже не вижу цельно. Давай, Славка! Там огонь. Всю красоту ты пропустили. Вот сейчас же можешь запустить. Кто выиграл, ты мне отправь. Мне Я с ним сообщение. сам поговорю. Да, и Мы это. билет поделим. Полстоимости заплатим. И ему сообщи, что билет он получит в кассе в день концерта перед началом. Геннадий Карепанов. Конверт Семен будет. Устечко сейчас билет на концерт. Ну что, друзья, всем большое спасибо, что были с нами, что вот прям участвовали, проживали вот с нами, вот это, отжигали вместе с сейчас я нами. могу записать Ну и ручку. смотрели вот так вот, щурясь на этого человека. Геннадий Семенович, Человек, скажи, который А? воспитал 8. удмуртский А мне шоу-бизнес, записать надо его. с которого, вот, можно сказать, вот с него все началось. Я Но же были и сам- другие хорошие люди. Но вот именно он, как законодатель удмуртского шоу-бизнеса, у которого мы учимся, естественно. Потому что знаем, что на кому, вот он скажет потом, все, я не хочу больше проводить концерты. Пусть Не весь эти дождешься. годы занимается Эктоника. Не, Мы скажем, ну ладно. не дождешься. Да. Все, попрощайтесь на камеру. До свидания. Алло. Спасибо. Здравствуйте. Очень приятно было. Кто вас беспокоит? Все, друзья, всем пока. В общем, как